Ё-моё. Приятели, конечно, такие стрёмные. О, что-то тут стрёмно держится. Даже стрёмно. Фу, кривой. Фу, кривой, что ли. Вот. Более-менее, да? Ну, тоже криво, конечно. Более-менее. Прислоню что-нибудь. Ага. Не нужно будет. Хорошо. Стул кривой, блин. Все кривое. Так, сейчас я. Это врубаемся. Так. Выставлю. Так, Дуслар. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Начнем мы эфир. Получается. Так. Назвал, получается. Итак, кто тут? Урал. Синкойдан, салям. Короче, здесь сегодня, если сейчас этот выйдет, казах выйдет, не надо... Невременный час, а? Невременный час. Короче, сейчас, если казах выйдет, не блокируем никого сегодня. Пусть пишут только тех, которые флаг-млак начинают, их только блокируем. Не блокируем. Если казах не спит, сейчас он выйдет. Не блокируем никого. Потому что этот больше кипиша навести надо сегодня. Моросить начнут, их только блокировать, а так не надо блокировать никого. Ой, сейчас, секунду. Дебильный, короче. Так, не времени, сейчас пишут с WhatsApp. Так. И так, назвал я тему эфира «Пассе». И почему башкирт bilan татар «Пассе да юхлар». Это что это такое? Что за издевательство, да, так сказать? И кое-какие тексты я подготовил. Сейчас мы прочитаем эти тексты. Так. Сейчас. Так. Прочитаем, кто и что это такое. Так, 15 человек в Ютубе, 1 человек в ТикТоке. Я сегодня другой ТикТок врубил, потому что я проверяю тоже. Тот старый ТикТок, он вообще не моросит, короче. Так, Уфадан. Угу. Салям. Уфага салям. Понятно. Так, начнем. Хотим, так сказать, понять, что это такое ПАСЕ и так далее. В ПАСЕ Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердили список представителей российской общественной и оппозиционной среды людей из России, которые будут участвовать в платформе для диалога с демократическими силами России. Такое решение принято Бюро Ассамблеи, и оно должно быть ратифицировано на пленарной сессии. Это типа пишет Евроньюз. Вот кто из россиян включен в этот список. Инсайдер пишет. Основные представители российских демократических сил: Наталья Арно, основатель и президент Free Russia Foundation, Дмитрий Гудко, бывший депутат Госдумы и главы партии «Перемен», Марк Фейгин, юрист, бывший депутат, Владимир Карамурза, общественный деятель и бывший политзаключенный, Гарри Каспаров, бывший чемпион мира по шахматам, активист, Михаил Ходорковский, как вот так было, бывший олигарх и критик режима, бывший тюремщик, вот как-то вот так можно было бы назвать, правильно будет, Олег Орлов, правозащитник,
Не знаю такого, ну, лицо как-то знаю. Любовь Соболь, юрист и активистка. Хз, кто такая? Надежда Толоконникова. Тоже непонятно. Активистка, участница Pussy Riot, блин. Нахрен она нам нужна Pussy Riot, блядь. Андрей Волна, участник списка менее известная фигура. Представители коренных народов и национальных меньшинств России Руслан Кутаев. Один только Руслан Кутаев. На весь, получается, эту Россию. Екатерина Кузнецова, Василий Батлай, Матенев, кто такие, не знаю, Лана Пылаева. Непонятно. В целом в платформе участвует около 15 человек из разных российских оппозиционных и гражданских округов. Обращу внимание, это не официальная делегация. РФ как государство Россия по-прежнему исключена из Совета Европы и ПАСЕ с марта 2022 года. Платформа создана именно для взаимодействия с российскими демократическими силами и оппозицией, а не для представительств официальной российской власти Евроньюз. Теперь возникает вопрос. Я в тот день только написал минут 5, да, что-то высказался, если помните, и везде жужжали по новостям об этой херне, короче, типа ПАСЕ, туда-сюда. И вот возник вопрос у меня. Столько трашу, сколько күтін яндыру деген кебек, блядь. Әллә нәрсә эшләп беттеләр, блядь. Кая Габбасовская сила? Где Айсиновская? Где Кашаповские? Где вы, блядь? Я не понял вот этого, блядь. И вы что, все время, вы что, кому что вы доказывали, я не могу понять, блин. Нәрсәгә сез бүтән әйберне вроде бы эшләгән кебек булсыз, бер нәрсә монда бит килеп чыкмагансыз да. Каясың сез, блин. Башкорт белән татар кая тагын. Опять отфутболили, получается. Опять, получается, за людей не взяли, да? Это как раз таки как от истории будем отталкиваться того, что во время Алдар Батыра, когда Алдар Батыр отправил гонцов, так сказать, в Турцию, они сказали, а мы в десна целуемся с Москвой. Тут то же самое получилось, вам не кажется? Опять это же та же история, блядь, нахрен. Те же грабли, блин. Безне кешегә сайламыйлар, блядь. Безне кешегә сайламага шунарга без нәрсә, без вообще как терпилы, блин, получается сейчас уже доказательные терпилы мы, блядь. То, что, блядь, даже вот из этих 15 людей, непонятно кто там, блин, хуй поймешь. Получается, один только, как известно, Кутаев там только есть. И все. А 14 кто такие, блядь? И она içinde bir нәрсәкә юк, Дагестан юк, татар юк, башкорт юк, блядь. Бір кем юк, блядь. И что за хуйня, блядь? Получается, из 15, блядь, 14 нахуй не мусульман, а один Кутаев мусульманин. Ладно, хотя бы его включили каким-то, хрен знает каким образом, блин. И он, надеюсь, поведет наших всех, надеюсь, всех тоже, так сказать, мы на одной волне, надеюсь, да? Если они, как говорится, с Айсеном постоянно ведут диалоги, так сказать, эфиры. Но это не дело, блядь. Мы таким образом, блин, нахрен, получается, провалились даже в этой теме. В этой теме даже, блядь, нахуй, получается, с Европой, блядь, даже в десна целоваться не получается у нас, блядь. Не то, что, блин, нахрен, какая-то помощь, блядь. И где тут, блядь, ваши любимые, нахуй, турки? Где ваши любимые турки, блядь, Кашапов, а? Ташагин, блядь, Кашапов, блядь. Два брата-акробата. Хули вы там мельтешили везде с плакатами? Плакаты. И что вам дало, блядь? Где Фарид Закиев? В Париже где-то ныкается. Где вы, блядь, нахуй? Где ваши, блядь, нахуй, пасы, блядь? Bir татар yok, блядь. Қойдадыр татарлар шыққаны бар ма? Башқұртлар шыққаны бар ма қоядыр, блядь? Бірсігіз жоқ, блядь, нахуй. Это ладно, біз яшьлер, блядь, сіз бит қартлар. Сіз қартлар, блядь, 30 ел қалып барасыз, блядь, бұл агитацияны, нахуй. Шуны бит бір пасыға баратаған кіші бит бұларға тиішли, блядь. Ладно, ул, блядь, бізде жоқ, блядь, біз яшьлер, блядь, біз қолға, блядь, құрал аларға әзірбіз, блядь. Мәскеуне барып дум қайтарып қайтарға, блядь. Сіз де, блядь, бұл жағын, блядь, должны были, блядь, перекрыть нас, блядь. Почему у вас нету этого, блядь? Вот это, я в ахуе просто, блядь. Когда озвучивается вот это, мельтешит, я же в тот день, я же вам говорил, блядь, по видосу, блядь, рекламируют, ну, как это, новостям, блядь. Вот это был, этот по фоткам, блядь, нахуй. Вот сейчас мы тоже, как говорится, подготовили фотки, мы пройдемся под фотографиям, чтобы эти ебала, нахуй, так сказать, блядь, вы понимали, кто там, блядь, и 14 этих долбоебов, кто туда вообще зашел, блядь. Именами, нахуй, а кто они вообще, блин? И вот сейчас с подготовленного, так сказать, места начнем, давайте читать. Кто, чё, почем, блядь. Надеюсь, тут мы нашли всех, блядь, вот по списку, надеюсь. Ну, может, не всех, но, по крайней мере, кого-то мы нашли, блядь. Получается, Наталья Арно. Давайте зайдем. Кто такая, блядь, нахуй? Кто такая Наталья Арно, блядь? Так, вот. Наталья Арно.
российский общественный деятель, предприниматель и автор. Она известна своей активной позицией в социальных сетях и участием в различных инициативах, связанных с правами человека, социальной справедливостью и бизнесом. Также она может быть упомянута в контексте культурных проектов, общественных инициатив, если вам нужна более конкретная информация о ее деятельности. Фотография. Кто такая? Хз, блядь. Блядь, видать, нет? Блестит, да? Ага, вот так видно. Вот такая вот барышня. Кто такая? Хз, блядь. Читаем дальше. Наталья Арно родилась 23 февраля 1976 года в Бурятии. Окей, бурятка, наверное. Наталья Арно, российский оппозиционный политик, президент некоммерческой организации «Фонд Свободная Россия», внесен РФ в список экстремистских организаций. В интернете можно найти противоречивые оценки по поводу деятельности женщины. Одни считают ее предателем, а родину, подрывающим основу государственности, другие борцом за демократию, права человека и свободу слова. Ну, мы так коротко только мы обрезали все это дело, просто как бы поверхностно понять, кто она такая, блин. Ну, окей, из Бурятии, окей. Этот мы пока, ладно, хуй с ним, потерпим, так сказать. Из Бурятии тоже кто-то должен был быть. Но Башкортостан и Татарстан, хуя, блядь. Когда орут, блядь, буряты, что их, блядь, 70% внутри у них, блядь, узкожопые, 30 только это буряты, нахуй. Какого хуя они выходят? Вам не кажется это звоночек тому, что, блядь, нахуй, там выставлены те люди, которые, блядь, нахуй, нужны, так сказать, не развалу пидорасии этой. Не развалу. Идем дальше. Дмитрий Гудков. Ну, эта рожа, блядь, больно сильно везде видна, блядь, нахуй. Здесь больно что-то молодоватый, блядь, нахуй. Он вроде, блядь, чуть-чуть по-другому выглядит в данный момент, блядь. Вот этот Гудков. Ладно, он где-то постоянно выскальзывает. Дмитрий Гудков. Дмитрий Геннадьевич Гудков. Род 19 января 80-го года, блядь. Сопляк, нахуй. Коломна. Московская область. Коломна, ёпта. Коломна, возле Рязани, блядь. Понятно, блядь. Российский оппозиционер. В июне 21 года Гудков выехал из России на Украину. В настоящее время проживает за границей в прошлом председатель партии «Перемен». 23 июня 2018 года, с 30 марта по 20 год. Депутат Государственной Думы РФ 5 созыва. 21 декабря 2011 октября 2016 представлял внепарламентская оппозиция по ряду актуальных вопросов внутренней и внешней политики России. На выборах 2016 года баллотировался в депутаты Госдумы 7 созыва от партии «Яблоко». Ёпта нахуй, коммуняга нахуй. На выборах в одном округе в Москве, однако доверие избиратель не получил. Сын российского политика и предпринимателя Геннадия Гудкова, внесенного в 2024 году в список террористов и экстремистов. Ёпта твою мать, Геннадий Гудков нахуй, блядь. Отец такой, жирный такой, с усами вроде бы, если не путаю, блядь. Это его сын, что ли? Ну нахуй, блядь. Нахуй они нам нужны, блядь, нахуй. Они точно не за развал, блядь, пидораги, блядь. Это из той категории, блядь, ходорковских, блядь, которые не будут отпускать, нахуй, не то что Чечню, блядь. Тотально Башкортостан вообще не отпустят, блядь, понимаете? Это из той команды, нахуй, а навальнистов, блядь. Чуть-чуть в другом экземпляре. Ага, ну это рожу, блядь, мы знаем, блядь. Фегин, блядь. Еврей ебаный. У меня такое чувство, блядь, нахуй, одних евреев туда собрали, блядь, нахуй. Вот когда я Фейгина услышал, все, мне, блядь, нахуй, башку сорвало, блядь. Ага, все. Яхутская, нахуй, диаспора собралась, нахуй. И из них 14, блядь, допустим, грубо говоря, яхудов, и один Кутаев там мельтешит почему-то, как-то он попал туда, непонятно. Марк Захарович Фейгин, родился 3 июня 1971 года, Куйбышев. Самарский пидорас, блядь. По национальности еврей. В беседе с журналистами часто подчеркивает свою этническую принадлежность. В возрасте 22 лет Фейгин стал депутатом Государственной Думы. Однако ничем особенным коллегам он не запомнился. Марк рассказывал, что как представитель радикального крыла партии не скрывал свое разочарование от того, что во власть вновь пришли коммунисты, только уже бывшие. В 1995 году уроженец Самары отправился в Чечню, с мятежной республикой, участвовал в переговорах по возвращению пленных и встречался с президентом Ичкерии Асланом Масхадовым. Итогом поездки на Северный Кавказ стала объемная статья, которую выпускник юридического факультета рассуждал о решении национального вопроса в регионе и предлагал возродить казачество. Но я слышал, короче, не спиздеть, блядь, вот этот хуйню, что этот Фейгин вот именно, блядь, был в Чечне, блядь. Был в Чечне, блядь, нахуй, только с какой с позиции, нахуй? Вот это остается, нахуй, какой-то тенью. Я вроде в своих прошлых эфирах когда-то я его озвучил, блядь. Но этот индюк сидит во Франции. Получил, блядь, убежище во Франции, блядь, нахуй.
Ну, само собой, ему автоматом дают. Еврей же, нахуй, блядь. Пришел, поплакался, ему дали сразу, нахуй, документы, блядь. Уебок. Яхутский. Ну, Гарри Каспарик, блядь, нахуй. Ну, этот, блядь, Гарри Поттер ебаный, нахуй. Везде, блядь, сунется, блядь, нахуй, со своими шахматами, блядь. Это вы уж понимаете, этого рожу, блядь. Гарри Каспаров родился Гарри Кимович 13 апреля 63 года в Баку, в семье интеллигентов. В Баку, блядь. Родился в Баку, блядь. Блядь, нахуй, я недавно только, блядь, в эфире говорил вам, нахуй, блядь, азеры, турки нам нахуй сдались в России, блядь, нахуй. И что он хочет, блядь, родился в Баку, блядь, что он хочет предъявлять нам, нахуй, блядь. Это ладно, я родился в Узбекистане, нахуй, блядь, у меня корни, получается, нахуй, из Башкортостана, блядь. Из этой родины, так сказать, из этой крови, блядь, нахуй. Башкирт, татарлар, блядь. А бу нинди, нахуй. Бу нинди, блядь, ташак, блядь, своими корнями евреи и армяне, нахуй. Что он нам хочет доказать, блядь, нахуй? В России есть такое вообще государство, блядь? Для них есть такое место вообще? Нет, нахуй, блядь. Итог. Национальный шахматист не раз вызывал споры в советском обществе и спортивных кругах. Известно, что Каспаров имеет еврейское происхождение по отцовской линии и армянской по материнской. Ким Моисеевич Вайнштейн, блядь, и Клара Шагеновна Каспарова, родители гроссмейстера, считались элитой бакинского общества. Ну, понятно, нахуй, блядь, элиты, нахуй. Бакинские евреи, блядь, нахуй. Не говорит вам о чем-то, блядь? Пидоры конченые. В 2008 году Гаспаров создал оппозиционное демократическое движение «Солидарность» и начал вести работу по организации протестных митингов за отставку Путина. Но идеи политика не получили поддержки и освещения в СМИ. В мае 2022 года Минюст России внес Каспаров в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В том же месяце гроссмейстер дал большой интервью Дмитрию Гордону. Внесен Росфинмониторинг в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, и в реестре агентов Министерства РФ, в котором поделился взглядами на актуальные события, происходящие в мире. Короче, тоже хуй, блядь, нахуй, кожаным пальто, так сказать, блядь. Идем дальше. Олег Орлов, блядь. Ну, много кутак барменда, блядь, нахуй. Букем, блядь, нахуй. Мана букем, блядь. Недавно его вроде посадили, он недавно вылез из тюрьмы, блядь. Ну, он-то кто, блядь? Давайте почитаем, кто же он, блядь. Олег Орлов. Российский правозащитник Олег Орлов. Внесен в Минюст РФ в реестр иностранных агентов. Олег Петрович Орлов родился 4 апреля 1953 года в Москве. В семье инженера и школьной учительницы. Имеет украинские корни. Его дед по отцовской линии был убежденным коммунистом, блядь. Коммуняк баласа, блядь, нахуй. А родственники по материнской линии в 30-х столкнулись с репрессиями. Отец будущего правозащитника Петр Михайлович является одним из идеологов туристического движения, познакомился со своей женой в походе. Важный этап и биографии Орлова — работы в годы войны в Чечне. В Чечне, что он работал во время войны, блядь, интересно, блядь. Председатель Совета Мемориала, ездил в мятежный регион и добился встречи с президентом Ичкерии Асланом Масхадовым. Вел переговоры об обмене пленными. В 1995 году мужчина посетил захваченные боевиками больницу в Буденновском и добился от сепаратистов освобождения 111 заложников. В своих публикациях Олег Петрович уделял большое внимание проблемам похищения женщин и детей, а также распространению огнестрельного оружия в Республике Северного Кавказа. Ну, черт нахуй был, значит, получается, блядь. Он, получается, нахуй, шел-то спасать кого, блядь? Детей, женщин и детей, блядь, нахуй. Не чеченок же, блядь. Узкожопых он спасал, наверное. Кого могли, блядь, ичкерийцы взять в плен, блядь? Узкожопых, блядь. Кого он, блядь, нахуй, спасал, блядь? Я не могу понять, нахуй. И нахуй он там нужен, вот этот хуй нахуй нам нужен вообще там, блядь, в пассе, блядь. Вам не кажется, что только урысларгана, блядь, нахуй? Вам не кажется, что, блядь, нахуй, Юганда, блядь, нахуй, те, которые, блядь, хотят, блядь, за раздел, блядь, нахуй, чтобы разъебать Москву, блядь. Мне кажется, одни москвичи здесь, вам не кажется, блядь? То туда корни тянутся, то сюда корнятся. В итоге получается Москва, блядь, нахуй. Это дерьмо полное, блядь. Дуслар, блядь. Вот поэтому мен сізге 100 мәрте айтам, блядь, нахуй. Бізге өзімізге жиырға керек, блядь. Бізде курултай болырға тиіш, блядь, нахуй. Мы должны сами собрать себе курултай. Нахуй нам, блядь, это Европа, блядь. Я вам 1000 раз уже, блядь, 3 года назад уже говорил, блядь, нахуй. Когда начинал только эту движуху, короче, как отошел, блядь, от, так сказать, блядь, от, блядь, Кашапова, блядь. Я вам начал нести такую тему, что я понял, посидел там, посидел тут, посидел там, посидел тут, блядь. Я понял одну фишку, что, блядь, я нахуй понял, блядь, с ними нехуй, блядь, нахуй, что-то делить, блядь, даже сидеть, балаболить, нахуй, потому что они никогда вам не дадут, блядь, нахуй, оружие, не дадут вам, нахуй, блядь, разъебать Москву, блядь. У них система такая же, вот, как и у них, блядь, нахуй. Они просто хотят избавиться, но в то же время, нахуй, как они хотят избавиться, я не могу понять, блядь, нахуй.
Это как волшебники, блядь, какие-то нахуй, блядь. Дичь полная, блядь. Идем дальше. Пиздец, блядь. Надежда Толоконникова, блядь. Ну, букеминда, нинди бупатага, блядь. Бу нинди патакса, блядь. Что, решит, нахуй, проблему России, что ли? В ПАСЕ, блядь, нахуй? Это что за, нахуй, соплячка, блядь? Надежда Толоконникова, 7 ноября 89 года. Бу монкалясаң, блядь, нахрен. Миннен 4 яш бәләкәй, нахуй, блядь. 36 яшьлек патакса, блядь. Кутак барманда. Место рождения Норильск, блядь. Ёб твою мать. СССР. Биография Надежды Толоконниковой внесена в Минюст РФ в список агентов. Неоднозначно и противоречиво. Одни называют ее активисткой и борцом за права граждан, другие относятся крайне негативно. Деятельность Надежды получает горячую поддержку за рубежом, так как на родине она вызывает интерес правоохранительных органов. В возрасте 22 лет Надежда стала участником группы Pussy Riot, блядь. Ёб твою дивизию. Pussy Riot как у Тахбарма, а? Это может еще, блядь, нахуй. Еще надо было одного хуя поставить, какого-то голубого, нахуй, блядь, который топил бы, блядь, за геев, блядь. Это, блядь, топит, нахуй, за сиськооткрывание, нахуй, а другой хуй топил бы за открывание дырки в жопе, блядь. Вот как-то так, блядь, нахуй. Нормально, да, в Европе они любят таких, блядь, нахуй. Заднеприводные, нахуй, и голышом ходящие женщины, блядь. Для них, да, это охуенно, блядь. Их же надо защищать, ёб твою мать, блядь. Пиздец. Проект внесен в список экстремистских организаций, концепция которой является анонимность. Коллектив ставит перед собой несколько целей. Борьбу с властью, отстаивание прав ЛГБТ. Вот. Сообщество, движение ЛГБТ признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории и права феминизма. У нас то же самое будет, нахуй. В Башкортостане, Татарстане никогда не будет ЛГБТ, нахуй, блядь, нахуй. Я вам в своих эфирах когда-то говорил, блядь, если даже их мы увидим где-то, нахуй, вдруг Башкортостан, Татарстан, там, заехали в гости, там, куда-то, что-то, всего лишь заехали, как люди, просто люди, и уехали. Не дай Аллах, мы их, Башкортостан, Татарстан, увидим, блядь, что они будут махать с плакатами, ходить, ой, мы, блядь, голубые, нахуй, мы лесби, нахуй, и так далее, блядь. Да сразу кутена, нахуй, сиге баларны, бітінісіні, аузына, нахуй, кишір тұттырып, блядь, жіберіге шу дәулетке қойдан келгендер, нахуй. Инесін тишігіне тағырға аларны, бітінісін. Идем дальше. Андрей Волна. Информация мало. Короче, Андрей Волна. Хуй знает, кто такой, блядь. Информацию не нашли пока. Да что за черт, блядь? Он-то хутак бармиканарга, блядь. Мы даже информацию не могли найти на него, блядь. Кто такой, блядь? Что за чел, блядь? Идем дальше. Ну, понятно. Наш Кутаев. Но из-за того, что он чеченец, мы его, как говорится, будем поддерживать, иншаллах. Руслан Кутаев. Руслан Мухаммадиевич Кутаев. Чеченский государственный и общественный деятель, кандидат философских наук. Родился 20 сентября 1957 года. 68 лет, Ачхой Мартан, Чечено-Ингушская ССР, СФСР, политическая карьера. Президент Международного общественного политического движения Ассамблея народов Кавказа, глава Международного комитета по проблемам Северного Кавказа, член Высшего политического совета партии Альянс зеленых и социал-демократов. С 20 февраля 2014 года содержится под стражей по обвинению в незаконном хранении наркотиков особо крупного размера без цели сбыта. 19 июня 2014 года правозащитный центр «Мемориал» признан политически заключенным. 7 июля 2014 года приговорен к 4 годам лишения свободы. 20 декабря 2017 года Кутаев вышел на свободу. 24 января 2023 года ЕСПЧ признал нарушение прав Кутаева. Ну, короче говоря, как обычно, наверное. Что-то на него, блядь, кинули, как обычно, посадили. Ну, как обычно, блядь, в Каримовская система, блядь, как я вам, помните, видосик загружал, блядь, засунули, блядь, детям 13-14 лет пулю в кармане, блядь, пуля в кармане. Посадили на 15-20 лет, нахуй. Ебануться. Вот то же самое, наверное. Ну, уж, наверное, он явно, блядь, наркотой не торговал или не банчил же, блядь, не барыга же, наверное, блядь, в такой степени, блядь. Явно уже, блядь, подвох какой-то. С сентября 96 года по 97 год январь занимал пост вице-премьера в правительстве Чеченской республики Ичкерия. После победы Аслана Масхадова на выборах президента Чеченской республики Ичкерия был назначен его помощником по особым поручениям. Ну, человеку можно доверять. Ну, имеется в виду, как доверять. За свой народ мы ему можем доверять. Он, надеюсь, свой народ не облажает. А вот за татар и башкиртов дайте, пожалуйста, нам самим отвечать. Поэтому, исходя от этого, мен сізге юзмарт айтам, блин. Любое движение, которое происходит в Европе, если оно касается этой пидорасии, нахуй, мы, как башкир-татарлар, блядь, должны подключаться сразу автоматом. Почему вас никто даже, блядь, нахуй, знать не знает?
Потому что мои доводы таковы. Потому что вы топите через Турцию. Когда смотрят они через Турцию, понимают, что они тюрки. Ага, тюрки, понятно, их дохуя, ага, понятно. И таким образом, дайте-ка мы им не дадим нахуй ничего. Понимаете смысл? А тут, блядь, начинается, блядь, мы тюрки, надо нам вместе держаться. Ну и что? Что? Вы поддержались, и что? Вы чё, Кашапов, Ташагин, блядь? Ну что, блядь, Айсин, блядь? Целуетесь десна, нахуй, с турками. Ладно, еще Габасов не целуется, блядь, с тюрками, так как сказать, блядь, нахуй. Пока такой с казахами мы как-то движуху делаем какую-то, но с турками, блин, целуетесь с десна, блядь, нахуй. Ну что, кто-то из них вам помог? Подсобил, чтобы вы, блядь, вошли, блядь, в этот ебучий пассе, блядь? Подсобил? Нет вам, блядь, нахуй? Нихуя, блядь. Кутанда вам никто не подсобил, поэтому тех пидорасов я вообще вас ненавижу, нахуй. Те, которые топят через тюрки, нахуй, блядь. Хуюрки, нахуй, блядь, нахуй. Үзіңнің милләтіңні башта біл, нахуй. Штаныңны кия біл, нахуй. Штансыз жүресіз әлі, нахуй. Ты как отец мой говорил, блядь, без штанов команда, нахуй, блядь. Пизду, блядь, нахуй. Сперва научитесь в свои штаны, как говорится, одевать, нахуй, без штанов, чтобы не ходили. А потом уже можете диктовать, как тюрками вы будете, хуюрками будете, нахуй. Заебали, нахуй. Без башкирт хам татарлар, нахуй. Вот и все. Мы будем вот башкиртами и татарами, нахуй. Никакие, нахуй, тюрки-мурки нам не надо навязывать, нахуй. Тюрки, родословные тюрки, ну и хуй на них, нахуй, блядь. Ну и хуй на них, блядь. От них что, мы толк получили, нет? 500 лет в рабстве. Я вам постоянно в каждом эфире об этом говорю, блядь. 500 лет в рабстве, нахуй. Ханна хаза пасыда. Эрдоган Гандон, блядь, нахуй. Он же, блядь, по идее, блядь, в НАТО находится. А чё ж тогда он не подсобил вам, блядь, нахуй, а? А чё ж вы так, блядь, Кашапов, нахуй, так дёсно целуешься, сука, с Айсином, блядь, нахуй, и ничего не получилось, а? Почему-то у Кутаева получилось, а у вас не получилось. У Руслана Габасова что-то не получилось. Вы же через Америку, через Айгулион топишь, там, Сулейман, как там еще, да хуя башкиртов сидят там, тоже, блядь. Как говорится, при бабках люди, блядь. А чё ж вы так-то, блядь, пасы не попали? Или какой-нибудь, нахуй, я не знаю, помощь, блядь, нахуй, не попали? Даже, блядь, нахуй, правозащитница из Ферганы, если, или из Маргелана, не спутать, блин, узбечка, которая живет во Франции, сейчас, не знаю, надеюсь, она жива, не жива, Мутабар Таджибаева. Мутабар Таджибаева в свое время получила огромные колоссальные бабосы нахрен от жены Обамы за демократическое обустройство Узбекистана против Каримова. Она сделала это, как это, от Янган, Юракляр, что ли, как-то, от Юракляр, что ли, какой-то у нее была организация даже. И она получила, блин, помощь от жены Обамы. В то время Обама еще был за рулем, так сказать, блядь. Вроде бы вообще не мусульманин. Исходя от этого, блядь, БСД, получается, нахуй, башкир, блядь, татарда, до такой степени опущенные, нахуй, получается, мы, люди, даже не могли, нахуй, просто в пасы попасть, блядь. В пасы не могли попасть, блядь. Ну, это же ебаный в рот, блядь, нахуй. Это не на Луну же, нахуй, блядь, ехать, блядь, нахрен. В касках, масках, блядь. Поэтому, исходя от этого, я понял, я и до этого уже давно понял, блядь, нахуй. Сіз, бүтін, кто топит за независимость против Москвы, должны собраться между собой и решить одну проблему. Где мы достанем бабло, нахуй, где мы соберем, блядь, этому, как говорится, коллектив, который пойдет просто разъебывать Москву. Просто нам нужно разъебать Москву. Нам не надо, нахуй, блядь, пассе, блядь, сидеть там, кудахтать, нахуй, с этими, блядь, фейганами, хуейганами, всяким как этими Каспаровыми, блядь. Нахуя нам они нужны, блядь? Мурза этот, блядь, и хуй мурза, блядь, аллякимлер, нахуй. Бізге нәрсеге олар керек вообще, блядь? Зачем нам оно нужно, блядь? Зачем нам внутреннюю свою проблему с кем-то делиться, блядь, нахуй? Мы раз сказали, блядь, Украине, блядь, нахуй, давайте вместе долбить Москву. Нихуя, с Украины ничего не пришло. Не пришло. Поэтому недавно я вам какой-то один ролик загрузил. Ну, там же как раз еврей-то и сказал, блядь. И Путин еврей. И Зеленский еврей, нахуй. Все евреи между собой ебутся, нахуй. Все евреи между собой ебутся. И Кашапов в свое время мне сказал, блядь, а что так происходит? Он сказал, ош еврейлар, келгенлер. Шу ош еврейлар хотят тух еврейларны сигерге. Вот и все. Получается, Москвада бүтінісі еврей,
Мында да еврей, Украинада да еврей. И хазар хотят просто вот эти ходорковские, олар ош еврейлар. И вот эти ош еврейлар хотят, блядь, нахуй, заебенить. Вот где-то здесь была правда какая-то, да, ведь, блядь, нахуй, кашаповская мудрость, так сказать, блядь, старика Хаттабыча. В итоге получается, вот эти слова так и получаются, блядь, нахуй. Евреи друг друга ебут, нахуй, умирают, нахуй, хохлы, с этой стороны мы. Вот тебе и нахуй сказочка, блядь, нахуй. А потом на этих полушариях пустынных, нахуй, будут жить какие-то хуй знает кто, лунатики, блядь. Понимаете, блядь? Вот вы этого ждете. Чтоб нас всех, блядь, заебенили, а потом, нахуй, онда урныбызга башкалар келе. Шуны бит енді туктатып, блядь, лучше бит енді, нахуй, пасы, массы кылмастан, блядь, собраться, нахуй, и попиздовать, нахуй, ебучий, нахуй, Москву и разъебать Москву, блядь. Сдохнем, ну и что, блядь, нахуй? Пожили ведь, ёпта, пожили, блядь. Или вам еще хочется жить, нахуй, блядь, в этом рабстве, блядь. Как терпилы, блядь. Вот этого я не могу донести вам, блядь. Сколько вы будете хотя бы жить, да, там, допустим, в рабстве? Ну, 10-20 лет поживете. Аллах Та'аля все равно отправит за вами, как говорится, смертный, так сказать, приговор, блядь. Каждому придет оно. Лучше же, блядь, нахуй, освободиться, поймать, нахуй, независимость, как вы думаете? Поймать независимость и потом уже какие-то, блядь, нахуй, действия делать. И жить у себя, блядь. Я бы тоже вот в этой ебучей тюряге или там, так сказать, нахуй, не сидел бы, блядь, нахуй. И не вел бы эти ебучие эфиры, блядь. Перестал бы этими ебаными эфирами заниматься. Занялся бы своей собственной жизнью, блядь, нахуй. Идем дальше. Любовь Соболь родилась 13 января 1987 года, тоже одна собачка в городе Лобня Московской области. Тоже москвичка. Ну, много, блядь, моржага наш собор, блядь. Моржама, еврейма, блядь, нахуй тоже. Бу патаксага, блондинкага куттак барма. Кем ол, блядь? Бу кем, блядь? Башкиртмен татарға кем нема кылган бу, блядь? Вы что она дает нам, блядь, нахуй? Это же те пидорасы, просто, которые хотят группа, вы видели, блядь? Грубо говоря, 14 человек без Кутаева. Это группа, которая просто хочет снести, блядь, Путина и стать вместо него. И рулить по всей, нахуй, ебучей вот этой, блядь, пидорасии, блядь. Понимаете? Вот они, оно сборище, блядь. Это мафиозная тема, блядь. Понимаете, как раньше, блядь. Одни убирают других, ставятся другие, блядь. Это нормальная, блядь, тема. А вы, блядь, нахуй, как, я не знаю, блядь, кого ждете, блядь? Кого ждете, блядь, нахуй? Так, дочитаю. Короче, 1987 года, в 2006 году поступил на юридический факультет МГУ имени Ломоносова, обучение на котором закончил в 2011 году. Красным дипломом 6 мая 22 министр России внес Соболь в список 7 иностранных агентов. Ну да, блядь, сразу 11 лет ничего нету толком. Унесла в реестр иноагентов. Все понятно, блядь, с ней. Ну, соплячка, что нахуй? Понятно, блядь, нахуй дело. В 2006 нахуй она поступила куда-то, а я с армии пришел, блядь. Василий Батлай, Матенев. Пока что информации мало. Тоже. Азиаты России против войны, блядь. Кто такой знает, блядь? Бурят, якут, блядь, Эдбельсон. Тувинец, блядь. Непонятно, блядь. Если он точно тоже там, блядь. Непонятно тоже. Василий Батлай. Ну, наверное, тоже там. За независимость он будет что-то говорить или нет, блядь? Или он тоже, блядь, засланный казачок, блядь, нахуй? Пока непонятно. Еще одна какая-то овца. Лана Пылаева. Коми. Народ между навязанной идентичностью и новым будущим. Коми. И если вы понимаете, коми получается, коми это верх, да, в тот раз мы смотрели коми, вроде бы это верх коми пермяки, мы обсуждали, помните? Это верх нашего, так сказать, Башкортостана нынешнего. Но это же все, блядь, я вам говорю, блядь, нахуй, этого всего не будет. Это все проглотится внутри Башкортостана. Если даже они захотят что-то построить, они построят внутри, блядь. Внутри, вот как Каракалпакстан, внутри Узбекистана, вот так и будет, нахуй, эти все, блядь. Вся эта мелочь, нахуй, блядь, будет внутри Башкортостана с Татарстаном. И мы это должны сделать. Это будет по-нашему, по-новому, нахуй, блядь. Никто нам не будет строить, блядь, вот так будет, нахуй, блядь. Узкожопые вот так сказали, вот так будет. Европейцы так сказали, такая карта, нахуй. Нихуя этого не будет, блядь. Если біз өзімізге қоты болсақ, блядь, олай болмайшақ, нахуй. Сігіп тошларға, блядь. Мана, хазар, допустим, давайте возьмем пример
этого Аль-Шара. Аль-Шара что делает? Сейчас он выгоняет занятыми курдами места, блядь. Я как-то против этого. Но в то же время он может прав, блядь, нахуй. Потому что эта Сирия была и их. Огромная их территория, блядь, нахуй. Как у нас Челябинск, Екатеринбург. Это все наши земли, блядь. Все эти наши земли, блядь, нахуй, какая-то часть Оренбурга, все это наши земли. Поэтому, исходя от этого, блядь, нахуй, мы должны вернуть эти земли, блядь. И также вот сирийцы сейчас выгоняют этих всяких, блядь, курдов, хуюрдов, нахуй, блядь, так сказать, блядь, приструняют, нахуй, ихнюю ширина, моя река, как говорится, родная, блядь. Вот так. Вот эту ширину они приструняют. А мы пойдем дальше. Дальше этого, нахуй, пойдем блядь, до моря, блядь. Понимаете смысл? А потом уже те, которые останутся внутри нас и попадут под раздачу нашей новой территориальной, нахуй, республики, будут просто внутри нас жить и все. Просто внутри будут жить, нахуй. Пусть будет комическая вот эта страна своя, блядь, нахуй. Пусть, как я говорил, блядь, какую-то часть, большую часть дадим и этим удмуртам расширение дадим, блядь. Оторвем от коми какой-то кусок, нахуй. Всякого там перепутано все, нахуй. И этот, как это, блядь. Чувашам то же самое. Чувашев тоже, блин, определим. С чувашами определим. Эрцемокши определимся. Кто куда. Везде оторванные земли, блядь. Везде мы по куску разделим. И Челябинск тоже так же. Челябинск с казахами мы будем делить. Оренбург тоже с казахами будем делить. Не все же, блин, отдавать будем. Понимаете? Все будет по истории. По истории. Будем договариваться. И все, как говорится, я не собираюсь отдавать. Вот я лично не собираюсь отдавать все. Почему? Потому что она в данный момент в каком положении? По какому положению? Захваченном Москву положении. Вот когда мы его оторвем от московского, нахуй, вот этого нашествия, блин, нахуй, тогда мы будем разговаривать. Вот кто его оторвет, вот его кто оторвет, от того и будем отталкиваться. Получается, значит, мы будем отрывать его. Мы и будем делить, как говорится. Никто другой, блядь, делить не будет, нахуй. Хоть, блядь, 100 китабом, блядь, киль, нахуй, своими книгами приходить, делить будем мы, блядь, нахуй. Потому что, блядь, когда мы 500 лет, нахуй, в рабстве, и какой-то хуй придет нам, блядь, скажет, это моя земля, кутарам на нара, блядь, нахуй. Кутарам на нара, блядь, нахуй. Хоть из Луны приходите, блядь. Хуй сраку, блядь, дадим мы вам, блядь, нахуй. Нихуя ничего не дадим, блядь. Пока мы свое государство не построим, ничего не будет отделяться от наших территорий, блядь. Пока мы свое не построим. Базара нет, нахуй. Кто-то захочет с нами идти, может, с этим народом мы поговорим, блядь. Но пока я никого не вижу, чтобы кто-то шел бы со мной, нахуй, против Москвы, блядь. Я пока не вижу. Только балаболы. Одни балаболы. Идем дальше. Ну, все, на этой теме. Так, понятно? Сказал я. Так. Вот, короче, насчет отца Арно пробили. Сейчас мне отписались. Так, отец Арно китаец. У Арно отец китаец. Вот это от Наталья Арно, у него отец китаец, оказывается. Ну, он Арга вообще, блядь, я хуею, блядь, нахуй. Китайская Кутакбарма из Бурятии, блядь. Китайка из Бурятии, блядь, нахуй. Не губани дура, нахуй, блядь. Отхапать, нахуй, блядь, Бурятию, блядь, в Китай, блядь. Понимаете смысл? Информацию о своем отце Арно публично не разглашала, но журналистам-расследователям удалось установить, что его настоящее имя Сергей Лю Жен Чин. Он имел китайское происхождение, а после вступления в брак сменил фамилию на бурятскую Самбо-Циренов. Заебись, нахуй. Получается, нахуй, блядь, еще, блядь, тут китайские агенты, блядь, нахуй, образовались, блядь, какие-то хуи, блядь, нахуй, в Бурятии, блядь, которые, блядь, баллотируются, блядь, нахуй, в ПАСЕ, блядь. Это пиздец, нахуй, блядь, это просто, блядь, пиздец, нахуй. Это ладно, блядь, нахуй, допустим, сказали бы, нахуй, допустим, подобие меня кого-то, блядь, нахуй. Узбек, башкир, татар, блядь. Понятно было бы как-то, блядь, было бы понятно, нахуй, блядь. Но китайская Кутак-Бармаманда, блядь, нахуй. Ладно, было бы уйгур, другое дело. Уйгур, бурят, блядь. Ну, как-то, блядь, понятно, ладно, окей. Тюрки как-то, ну, понятно, блядь. Ну, здесь, блядь, китаец, нахуй. Китаец, нахуй, это, как говорится, враг номер один, нахуй. После развала, блядь, нахуй, пидорасии, враг номер один для нас будет Китай, блядь. Не Европа, не Америка, нахуй.
Враг номер один будет это Китай. С ними нам нужно будет бодаться, блядь. Их надо будет посадить на бутылку, так, грубо говоря, блядь, нахуй. Пока они нас, блядь, тапочками не закидали. Валикум салам. Чтоб тапочками не закидали, нахуй, всех нас, блядь. Всю Россию, блядь. Тапочками убьют они нас, нахуй, блядь. Пизду, блядь. Так, поэтому так, идем дальше. Будем читать уже по новостям, но я вам примерно, как говорится, донес суть эфира, и будем идти уже дальше попутными, так сказать, движениями. 38 человек, наверное, это 38 человек оригинальных людей, не фейков всяких. Китай будет пшено сажать бесплатно. Ну, кто его знает, блин. Если он нас не атакует своими дронами, блядь. Они столько дронов выпустили, недавно я видел. Дронов столько у них, блядь, что пиздец будет, нахуй. Ну, как говорится, я такого, как бы, знаете, вот, страшного чего-то не боюсь с китайцами вообще, блядь, нахуй. У меня один только есть страх бороться против каферов. Вот против каферов бороться, вот в этом только у меня есть один страх. В каком понимании? Китайцы под каферов я не беру. Китайцы это отдельный народ, блядь. Само собой, они тоже каферы, блядь. Вообще они буддисты, блядь. Да? Каферов, против каферов, если мы будем идти, один только есть страх у меня. Блядь, придется мочить своих манкуртов. Понимаете? Когда мы пойдем против каферов, это получается мы пойдем против манкуртов своих, блядь. Блядь. Рука дрогнет, блядь, я не знаю, как это будет происходить, блядь, мочить своих манкуртов, блядь, понимаете смысл? Вот этого я боюсь, блядь. Вот этот самый такой неприятный ситуация, блядь, нахуй, ебашить, нахуй, своих, блядь, свои, как свои, блядь, ну, которые будут защищать Москву, блядь, вот как сейчас, блядь, в Украине. Так, читаем дальше. Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила платформу российских демократических сил и снова без татар и других народов Поволжья. Это уже как бы, так сказать, скинули инфу. 26 января Бюро Ассамблеи одобрило список из 15 человек, 10 русские оппозиционные политики и активисты. 10! Я тут говорю 14, ну, где-то без Кутаева, да? 10. Это получается, давайте уточним теперь еще раз, повторно. Марк Фейгин, Дмитрий Гудков, Наталья Арно, китайцы, атасы, блядь. Владимир Карамурза, Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский, Олег Орлов, Андрей Волна, Любовь Соболь, Надежда Толоконникова. 10, блядь, узкожопых. Ну, так сказать, нахуй. За узкий мир, блядь. Так скажем, блядь. Одни евреи там, блядь, конечно, сидят, блядь. По квоте коренные народы и национальные меньшинства добавили 5. Руслан Кутаев, Екатерина Кузнецова, Лана Пылаева, Василий Матенов, Павел Суляндзига. Тоже не гарантированные эти люди, сами понимаете. Представителей татар и башкир нет. Понимаете? Хой, а башкир, блин, татар. Потому что, еще раз повторяюсь, вы ебетесь, сосетесь с тюрками, блядь. С тюрками. Вот долбитесь дальше, блядь, нахуй. С тюрками и так и будет. Понимаете, блядь? Вот ответ, блядь. Я пока вижу только вот такой ответ. Почему? Потому что нахрен вас, так сказать, в кавычках, боятся. Когда башкиртна татар киря турган болса онда, это получается тюрки встанут, блядь. Тюрки встанут, блядь. Если тюрки встанут, то там, блядь, нахуй, один Кутаев только живой останется. Всем пизда. Вы не, вот, понимаете, блядь? Поэтому нас нету, блядь. Поэтому, блядь, хотя бы в этом моменте, блядь, можно было бы делать видуху, что, блядь, нахуй, вы башкирт хам татарлар гана, и все, без тюрков. Понимаете смысл, блядь? Нет, вы же, блядь, верите, нахуй, Эрдогану, верите, нахуй, какому-то хуеву, еще кому-то, нахуй, блядь, нахуй. Азербо там или еще кому там, еще кому еще верите, нахуй, там, я не знаю, блядь. Кімге полагаетесь-тер, блядь, мен білмеймін, блядь, нахуй. Мен Аллаға ғана полагаюсь. Мен Алла білән генә. Вот поэтому, наверное, пока у меня нету движухи, которую бы Аллах Та'алям одобрил бы. Аллах Та'алям не дает мне движуху делать движуху с вами. Значит, не с вами надо движуху, наверное, делать, блядь. Я не знаю, с кем мне надо движуху делать. Теми, наверное, именно, как это, муджахедами мне надо движуху делать, наверное. Аллах Та'алям только даст мне муджахедов, которые, блядь, пойдут, как говорится, спокойно на Москву. А не те, которые с миром мы возьмем. Без оружия возьмем, блядь.
Пиздец, блядь, сказочные долбоебы. Издание Дель Реале спросило у ПАСЕ, почему. Ответ: ассамблея холодный. Участник работает в личном качестве, потому-то платформа не является представительным органом, а лишь форумом для диалога с силами, подписавшим Берлинскую декларацию в 1923 году и выступающим против политики Владимира Путина. Татар Шурасы заявили, что платформа российских демократических сил при ПАСЕ — это не про свободу народов. Пиздец, добавили, блядь, еще. А про что тогда, блядь? ПАСЕ, про что тогда, блядь? Чё ж так, блядь, туда, блядь, нахуй? Все ломились, блядь. Ходорковский, Кара-Мурза, Каспаров и другие либеральные оппозиционные выступают против Путина, но боятся, главное, признать колониальный характер России. Русская оппозиция в лице Ходорковского, Каспарова и Фегина перехитрила даже автора идеи платформы, чеченца Джамбулата Сулейманова. Последний долгие годы добивался создания платформы при ПАСЕ, но в итоге в состав платформы так и не попал. Охуеть. Тут же еще был, оказывается, Джамбулат Сулейманов. Да, где-то я его видел. Если можно, фото Джамбулата Сулейманова, хорошо было бы посмотреть еще раз на него. Получается, Джамбулата Сулейманова, получается, хуй не вставили, так сказать, блядь, нахуй. Нахуй, грубо говоря, послали. Вот и все, блядь. А попало вообще другой. И получается, и еще эти ебучие Фейгины, блядь, нахуй. Пиздец. Bizda aytalab endi, yugurganga emas, buyurganga. Shularga yugurgan nahvoy, qo'ttaqtab yurmagan. Shularga do'stlar, блядь, shu bizning o'zimizdan aytilgan пословицаларni, как говорится, нужно иногда применять в действии. Казанской епархии снова кадровый скандал. С должности сместили очередного нерусского священника. В поселке Кюики под Казанью митрополит Кирилл Наконечный снял священника Романа Мулякова. Наш источник в окружении митрополита сообщает, что Мулякова направили туда после конфликта Наконечного с экс-настоятелем поселковой церкви Виталием Беляевым. Муляков урегулировал ситуацию на приходе и занялся оформлением документов. Народ полюбил нового попа, но за доходное место в РПЦ надо платить мзду. Наконечному, чего священник делать отказался, вот и поплатился за неспослушание. На его место секретарь епархии иеромонах, блядь, Кирилл Корытко назначил своего помощника священника Никиту Яроша. Кадровая политика находится в руках Корытко. Он неприкрыто расставляет хохлов на самые хлебные места. И самое странное, владыка этому потворствует. Среди духовенства зреет недовольство, но выступить открыто против Корытко никто не решается. Делится настроением клириков татарстанской метрополии наш собеседник. Тоже какая-то дичь происходит, нахуй. Ну вот эти вот рожи, блядь. Попы, хуепы, нахуй, блядь. Цикенер, нахуй. Ни один, нахуй, мне даром не сдался, блядь. Секунду. Сори. Что-то горло подсохло. Так, 19 человек. Казах, брат, здесь, не здесь. Никого не блокируем, пока не надо. Шухаль, дуслар. Сейчас так. Теперь пройдемся по Кушта-Байрам. Что происходит там? Кушта-Байрам, что говорит? Посмотрим, что говорит Башкортостан. И потом что-то там Габбасов говорил, я не прослушал. Надо его тоже посмотреть. Ну, примерно тему эфира я вам раскрыл. И, так сказать, вот голос башкир. Давайте-ка вот голос башкир хочется посмотреть. Послушать, что они говорят. Голос башкир. Фотографии, я не знаю, кто тут.
Ну, вы можете зайти посмотреть сами тоже. Почитаем. Несмотря на общий негатив, происходящий в оккупированных Россией странах, а также постоянные помехи со стороны хороших русских, все-таки хороший момент тоже имеет место быть. Во французском Страсбурге на днях состоялся круглый стол по вопросам взаимодействия кавказских и тюркских общин с европейским пространством. Около 50 делегатов приняли в этом участие, в том числе башкиры. Наконец-то! Где-то башкиры приняли. Нас представитель Ишмурат Хайбулин, Ишмурат Хазрат, организатором мероприятия выступила Ассамблея народов Кавказа при содействии и часть Совета татар мира. Была принята резолюция обращения международной инстанции и решение о необходимости укрепления горизонтальной связи между общинами. Я приветствую такие мероприятия. В конце концов, ничего так не объединяет наши народы, как стремление к независимости. Россия – это наш общий оккупант, поэтому, как говорится, враг моего врага – мой друг. Нужно исходить из этой логики. Подписывайтесь, голос башкир. Ну-ка, рассмотрю, кто тут реально. Ну вот Айсена я вижу тут вроде бы, если не путаю я его. Айсен тут, да, Ишмурат Хазрат стоит. Булат Сулейманов стоит. Там Кутаев сидит. Еще другие, короче, тут не знаю кого. Кто тут. Ну вот. Короче говоря, они сами по себе тоже собрались, но собраться собрались. И вот эти вот 50, не знаю, сколько тут человек, блин, готовы ли, как говорится, сами, вот они, вот эти вот старики-разбойники, взять в руки автоматы и идти на Москву? Они готовы ли? И каждый вот этот, так сказать, мужик должен с собой притащить 10-20 человек, допустим. Начиная с Кашапова. Я Кашапову говорил, блин. Кашапов мне еще предъявил. Ну, говорит, найди 10-20 человек. А может, я и больше найду. Не в этом же дело, блядь. А кто нас обеспечит? Где мы будем это тренироваться? Где мы возьмем боеприпасы? Где, что это будет происходить, блядь, нахуй? В Турции, скажете, или там в Азербайджане? Как Кашапов мне говорил. У нас готовится в Азербайджане, блядь, говорит. Кто готовится в Азербайджане у них? Непонятно, блядь, нахуй. Долбоёб, блядь. Идем дальше. Крайне забавно читать критерии отбора в эту платформу ПАСЕ, поскольку обладание высочайшими моральными качествами вряд ли как-то вяжется с призывом Михаила Ходорковского начать войну против Северного Кавказа или угрозой Юлии Навальной найти всех деколонизаторов, которые она озвучила публично в Словении. Непонятно, каким образом отсутствие поддержки в прошлом недемократической политики России или ее неоимпериалистической политики в отношении суверенных государств связано с теми, кто, в общем-то, не особо выступал против агрессии России против Грузии или Украины. Вот на самом деле, да, блядь. Какого хуя, блядь, нахуй? Это Навальнюга ебанашка, блядь. Она, как она там вообще вписывается? Какого хуя Ходорковский там прет, нахуй? Вот вся его эта дичь, нахрен, блядь. И мы понимаем, блядь, нахуй. Европейцам, давайте признаем честно, блядь. Не нужно, нахуй, блядь, нахуй, чтобы Россия распалась. И Америке тоже это не нужно, блядь. Это нам нужно, блядь. Им не нужно. Они даже не знают, где Башкортостан, блядь. Они не знают, что такое башкорт. Я им говорю, башкорт, блядь. Они не знают. Татар кто такие, не знают, блядь. Они не знают. Вот из-за того, что, блядь, с 94-го года война, блядь, в Чечне, они знают только Чечню. Шишан, как этот один долбоёб. В Сирии ходит, нахуй, говорит себя, блядь, этот Шишан, блядь. Узкожопый какой-то хуй, блядь, из России, блядь, себя назвал Шишаном, блядь, в Сирии, чтоб его пизды не дали, наверное. Теперь его, блядь, думают все, чеченец он, блядь. Бороду спустил, блядь. Долбоёбина, блядь, одна, блядь. Ходит там, афиширует себя Шишаном, блядь. Ебанутый, блядь, нахуй. Это представьте, если я говорил бы себя кем-то, блядь. Ну, допустим, да. Меня постоянно говорят, Айзер, что ли? На меня говорят, Айзер, что ли? Ну, допустим, я обговорил себя Айзером. Все-таки в голову не приходит мне, блядь, так говорить, нахуй, блядь. Узбек я, нахуй, татар я, блядь, башкирт, блядь. Вот понимай, как хочешь, нахуй, блядь. Вот такой я, блядь. Пизду, блядь. Как можно, блядь, другую нацию говорить, блядь, если ты не он, блядь? Долбоёбы русские, блядь, пиздец, я охуею над ними. Так. В любом случае, что ожидалось, то и наступило. Почему-то треть мест платформы была выделена коренным народом, в то время как основная часть закрепилась за хорошими русскими. Интересно, почему? Разве русские не являются коренным народом или отсутствие межэтнического равенства решили признать официально? И что мне более всего интересно узнать, почему какой-то трижды обосранный Сулянзига, блядь,
Сюлянзига, блядь, Сюлянзига, кто такой был? Недавно, блядь, читал я, блядь. Кто такой Сюлянзига? Представляющий далекий северный народ, блядь. Далекий северный народ, оказывается. А вместе с ним все остальные безымянные активисты, кроме Руслана Кутаева, будут говорить от имени всех народов, которые Россия в настоящий момент оккупирует. Видимо, они нужны для одной цели – поддерживать хороших русских, которые выступают против распада и Российской Федерации, а вместе с этим против независимости Башкортостана. Как уже было сказано, наши интересы там никто не представляет. Я снова укрепляюсь в мысли, что самым сильным гарантом выполнения интересов является реальная власть на месте, вне зависимости от международного признания. Победа сирийской оппозиции. Я же вам только что говорил, блядь. Сирийская оппозиция, например, подтвердила это. Некто непризнанный Сомалиленд выходит из тени, получая поддержку Израиля, что тоже является ярким примером. Печально, что в Европе делают ставку на хороших русских, представляющих интересы около либеральной московской тусовки и некоторого олигархата, но и не интересы русских, и не интересы народа, который Россия оккупирует. Ну я вам о чем говорю, блядь, нахуй. Блядь, Аль-Шара, блядь, разъебал нахуй всех. Наебал всех и разъебал всех, блядь. Забрал, блядь, свой престол, так сказать, стол свой, так сказать. А нам чё? Чё нам, блядь? Мы чего боимся, блядь? Нами, блядь. Нам просто пойти нахуй, блядь, сука, блядь, разъебать Москву, блядь. Нам нахуй Ходорковский нужен, нам нахуй пасы надо, блядь. Нам никто не нужен, ни Трамп, нахуй, никто нам не нужен, блядь. Окша гана нахуй берегіз, блядь, ёб твою матлар, блядь. Окша гана керек, блядь, зур окша керек, блядь. Оружие аларга нахуй, кишиге окша төлерге нахуй. Олар бит бушка келмей, блядь. У кишилер бит сугышырга бара турган болса да бушка келмей. 100 мәртә айттым бит инде, блядь, 200 меңне Путин бере. Мен айттым, блядь, нахуй, 10 миллионнан беребез, дедім мен. 10 миллионнан давай беребез, нахуй. Если они дают, нахуй, за погибель 5-10 миллионов, допустим, давайте мы сразу ставку 10 миллионов ставим, блядь, нахуй. Мен сізге виза айттым, блядь, нахуй, по 100 тысяч долларов, блядь, за человека, нахуй. Давайте наберем, блядь, денег этих, нахуй. Давайте рожать эти деньги, блядь, где-то. Зарабатывать в конце до концов, нахуй, если вы не можете отстегнуть, нахуй, башкиры, татары, которые съебали, нахуй, из пидорасии, где-то ныкаете, суки, нахуй, по земле, блядь. Суки ебаные, вы же все равно когда-то куда-то, блядь, капнете, вернетесь, блядь, захотите вернуться. Но мы тогда, иншаллах, власть, когда мы возьмем без вас, нахуй, блядь, кутырызга сиге булмайбыз, нахуй, блядь. Har boshqurtni, блядь, нахуй, ham totarni, boylarini, nахуй, kutigizga sigamiz, nахуй. Boshqurtdan Tataristonga aylanibgina qo'ytag'iz, nахуй, блядь. Do'nqaytiram, nахуй, o'zim lично, блядь. Men shu o'zim, nахуй, Moskvani borib sigib qo'yta turgan bo'lsam, rano или поздно, nахуй. Sizni men bir shtuklab, nахуй, tutib do'nqaytiram, nахуй. Hozir sizga, блядь, yolonganda tashaqlar, блядь, o'tirasiz onda elle qo'ylarda, nахуй. Кайфуете, нахуй, кайфарики, занимаетесь кайфом, нахуй, блядь, нахуй. Подобие вот таких, блядь, Алсуна Атасы, нахуй. Алсуна Атасы, Сафинлар, блядь, нахуй. Радив Сафин, или как там, Ралив Сафин, блядь. Где вы, гондоны, где вы, суки ебаные? Вы же хотели в один момент, нахуй, Алсуна Атасы битінде Уфаны, блядь, президенті бұларға, блядь, нахуй. Ну, қоясыз қазір, блядь. Күтігізні көтеріңіз, ташшақлар, блядь. Буклы, нахуй, блядь, аштанлар, блядь. Не можете, нахуй, блядь, не можете. Дух юг, потому что дух юг. Оксан куб, духом юг, понимаешь, блядь, нахуй. Не в деньгах дело, понимаете, блядь. Дух не от денег, нахуй. Не от денег. Те, которые, блядь, форсируют, нахуй, по Казани, по Башкортостану, вот это, блядь, делают, нахуй. Это же не от того, что, блядь, нахуй, у вас дух есть, блядь. От того, что у вас только деньги есть, нахуй. У вас дух нету, блядь. Деньги есть, нахуй. Но деньги это не дух, нахуй, блядь. Долбоёбы, блядь. Манкурты ебаные. Так, идем дальше. Какие-то последние новости, да, я читаю. Так. Сулянзига. Павел Сулянзига. Дайте-ка посмотрим, что за рожа, я забыл его. Павел Сулянзига. Кто такой, блядь, нахуй? Сулянзига. Российский активист, 63 года. Ёбаный в рот, вот этот что ли? Пиздец, нахуй, блядь. И что он может сказать, блядь, нахуй? Что он может сделать, блядь, нахуй? Он что, с автоматом пойдет на Москву? Куда, блядь, нахуй? Российский активист, блядь, член Общества палаты Российской Федерации, кандидат экономических наук, блядь. Пожарский район, где он, блядь, нахуй? 62-го года, блядь. Хуй, блядь, откуда он, блядь, нахуй?
Приморский край, блядь. Приморский край, блядь. Приморский край, блядь, который я, блядь, говорю, нахуй, что мы его, блядь, подарим Японии, блядь, нахуй. Нахуя, блядь, спасать Приморский край, блядь, нахуй. Приморский крайны, блядь, нахуй, по сути, хужасы и да юг-то инда, нахуй, ну, хужасы да юг, нахуй, блядь. Или это может, блядь, быть тувинцы или буряты, блядь, нахуй, или, блядь, нахуй, якуты, блядь. Все, там, блядь, никого там и нету, блядь. А этот хуй откуда, нахуй? Черт, нахуй. Тоже, наверное, какой-то, блядь, нахуй, полуебыш, блядь, китайский, блядь, какой-нибудь. Или корейский, блядь. Из Северной Кореи, нахуй, какой-то. Приплыл, нахуй, наверное, блядь. Ташак, блядь. Короче, Дуслар, получается, нахуй, нас, грубо говоря, блядь, отфутболили. Да, мне, знаете, блядь, ни холодно, ни тепло, блядь, по идее, блядь. Нахуй. Просто почему я эту тему поднял, наверное, знаете, потому что, блядь, нахуй, башкирт меня татар, она, нашли всем блайнда, бесит меня одна вещь, блядь, что вы не можете одну вещь понять, нахуй. Долбитесь, нахуй, через Турцию, блядь. Через турков, нахуй, через азеров. И потом, блядь, хуяцы, вы попадаете под такую раздачу, нахуй. Пассе, блядь, не можете попасть, нахуй, блядь. Понимаете, блядь, нахуй? Siz теги дұрыс түгел ишекләргә кагасыз, блядь, нахуй. Дұрыс түгел ишекләрдә йөрисез, нахуй. Понимаете, блядь, нахуй? Ул капкаларны Аллаһ Тәгалә сезгә ачмый, блядь. Ача торган булса бит инде 500 ел алдан ачырый, блядь. 500 елның içində türklər sizə ярдәм бирер, блядь. Ачмый аны, ачмый. Türklərнең нәфсе аш. Ошлар олар, нахуй. Они не хотят, нахуй, блядь, нахуй, вам что-то давать, блядь. Вы этого не можете понять, блядь. Шунарга юз айттым, блядь, нахуй. Габбасовка, блядь, нахуй. Айсин, если долбоебом не был бы, нахуй, и Айсину я говорю, блядь, уебки, нахуй. Проснитесь, нахуй, блядь. Нам самим надо поднимать тему, блядь. Я вам сказал, блядь, нахуй. Один я в поле не воин, блядь. Нам надо самим, блядь, стыковаться, блядь. Bizga keragi yo'q boshqa xalqlardan, блядь, inalib yurgan, nahvoy. O'zimizni xalqni turg'izuv birgina, блядь. Oqshag'ina kerak, блядь. Shu men oqshag'a g'ana borib jetsam, блядь, нахуй. Я вам показал бы, как людей поднимать, нахуй, блядь. Как строить, нахуй. И как обустраивать, нахуй, эти лагеря для этих будущих, нахрен, уничтожителей Москвы. Понимаете, блядь? Были бы, нахуй, блядь, солдатские, блядь, казармы и так далее, и так далее. И место было бы, блядь, и все, блядь. Надо было, надо будет на острове будем заниматься. Надо будет, арендуем остров. Надо будет, блядь, нахуй. Всем этим можно заниматься, блядь. Понимаете, блядь, нахуй. Можно даже внутри Афганистана этим заниматься. В каком-то эфире я вам говорил, блядь, нахуй. В любом другом каком-то государстве мы можем найти, блядь, нахуй, место и делать свои дела подготовительные, понимаете, блядь. Тренировки, тренировка, блядь. Пиздец. Так, вот здесь что-то написано. Так, свободно Башкирия, что пишет? Забыл. По истории Башкортостана был же у нас как бы, так сказать, геноцид башкиртов. Вот, как раз таки про это как бы тут вот сейчас я нашел. Никогда не забудем тех, кто погиб в Сиантусе лишь за то, что был башкиром. 1736-2026. 290 лет. 290 лет назад русские войска чудовищным образом убили более 1000 башкир. 24 января мы вспоминаем тех, кто был безвинно убит в ходе очередной русской кампании, направленной на покорение Башкортостана и уничтожение башкирского народа. Мы вспоминаем наших предков, погибших мученической смертью от рук русских захватчиков. Порядка 1000 башкир было расстреляно и заколоты копьями и штыками, а еще 105 было сожжено. Никогда не забудем и никогда не простим. Резня в Сиантусе является актом геноцида, ответ за который полностью лежит на России. Этот акт является лишь одним из многих преступлений, совершенных Россией против башкирского народа. Мы обязательно добьемся справедливости, поскольку нельзя никак забыть те зверства, совершенные Россией против нашего народа в течение многих веков. Mana shunday so'zlarda sizga borib жетмәгән нахуй, блядь. Это как я, блядь, узбекам долблю, нахуй, блядь, в течение, вот сколько я это узнал, блядь, эти годы, блядь,
как, сука, дашнаки и гондоны. Дашнаки, нахуй, эти ебучие, нахуй, цыганские дашнаки, нахуй, истребили 20 тысяч в Каканском ханстве, блядь, Ферганской долины. 20 тысяч, это так, я говорю, 20, может и больше, блядь. Грубо говоря, 20 тысяч узбеков, блядь, убило, блядь, нахуй. И вы до сих пор спите, блядь. И вы до сих пор не можете понять, нахуй. Понимаете? Вот то же самое башкортларда, да, блядь. Понимаете, блядь, нахуй? Bizни ota bobolarni o'tirganlar, блядь, нахуй, грубо говоря, блядь, yondirganlar, блядь, nahуй, butun ovullarni, блядь, sigib tashlaganlar, блядь, uruslar, siz ular bilan do'st yasharga urinasiz, блядь. Ular do'st yashab bo'lmay, блядь, yashab bo'lmay, siz shuni anglарга tegishsiz, блядь. Я не знаю, не могу понять вас, нахуй. Одни, нахуй, узбеки не могут вылезти, нахуй, с этой пидорасии, уехать не могут. Деньги. А внутри башкортлар не могут очнуться, блядь. Одни внутри живут долбоебы, а другие приезжают долбоебы. С другой стороны, чтобы поработать рабами, нахуй, блядь, у русских, блядь, нахуй. И потом едут, нахуй, пизды получают, обратно едут домой, нахуй, блядь. О, нахуя вам такое счастье, блядь? Я вот этого я не могу понять. И зачем вообще мы говорим вам об этом? Не знаю даже, блядь, нахуй. А если вам похуй все. Поэтому, дуслар, если в таком контексте, если мы, получается, будем дальше и больше дискуссировать, имеется в виду, то вот каждая история, воспоминания и так далее, как говорится, нам должно быть, блядь, как-то, я не знаю, блядь, злость, что ли, блядь, как-то, блядь, вот эта месть должна просыпаться, понимаете, блядь? До такой степени не будьте похуистами уже, блядь. До такой степени невозможно быть похуистами. Прикиньте, вот, допустим, мы умрем, все мы умрем через какое-то время, блядь, и кто-то о нас будет говорить, блядь. Они будут говорить, блядь, вот они нахуя тогда нам, блядь, не взяли во время вот этих, блядь, войн путинских, нахуй? Почему они, блядь, убивали украинцев, а не брали свою независимость, блядь, нахуй? Вот такой вопрос будет возникать у них, понимаете? Вот так. Идем дальше. Закинули тут инфу. Нужны ли Татарстану мигранты? Короткий ответ – да, нужны. У нас острая нехватка рабочих рук в разных сферах. Блядь, Татарстанда не хватает мигрантов. Просто поражаюсь, нахуй, блядь. Развернутый ответ сложнее, в этой теме нет одного простого решения. Ну, я сюда сразу свою ремарку добавлю. Так говорят вроде бы. Почему не хватает, я вам скажу. До войны узбеки, таджики, кыргызы, допустим, там были. Ну, кыргызов там не было, конечно. В Башкортостане и Татарстане только живут таджики и узбеки. Кыргызы все в Москве, десна целуются с русскими, блядь. Сосут у русских, можно так сказать, блядь. А узбек, блядь, таджик, Татарстан и Башкортостан яраталар олар. Это без слов. И когда мы их видим там, я их, блядь, не вижу как чужих, знаете, вот как чужих я там их не видел никогда. Знаете, вот как чужих я их там не обнаружил. Вот чужие мне были Башкортостан, да, особенно Татарстан я больно не заглядывал внутри, блядь, Башкортостаннан бекенами. И я понимаю, что чужими там были айзера. Вот Башкортостан и Татарстанда айзера были чужими, нахуй, блядь. Они нахуй не сдавшийся народ там. А таджик с узбеком, он не лишний там, блядь. Он вписывается в эту тему. Он вписывается в наш контингент. А вот айзера нет, не вписываются. Скажу сразу, явно, без пиздежа. Почему не вписывается? Потому что айзеру, блин, харам или халяль одинаково. Гнилой народ, блядь. У них нет чести, нет совести. А я же постоянно говорю, блядь, родились на рынке они, нахуй, блядь. А у таджиков, у узбеков все-таки есть иман. Иман есть у них, блядь. Они, блядь, прям 99% они не могут наебывать, нахуй, блядь, людей, подавно там бабушек, дедушек, нахуй, блядь, что-то в этом роде, нахуй, и брать мзду больше, чем нужно.
Поэтому, исходя от этого, нахуй, блядь, азеров, блядь, нахуй, с Башкортостана, с Татарстана будем вычищать, как и армян. Армян и азеров будем вычищать жестко. Два брата-акробата пусть пиздуют на свой ебучий, так сказать, нахуй, их называемый Кавказ, блядь. По идее, это не Кавказ, блядь, а Закавказье, блядь, нахуй. В ебенях своих, блядь, пустынных, блядь, живут пусть там, блядь. В Араратах, блядь, своих и так далее, нахуй, блядь. Нахуй нам не сдались они. Исходя от этого, мигранты, не договорил, мигранты, которые сейчас требуются, говорят же, почему? Потому что дохуя, не 10 тысяч, не 7 тысяч, как Габасов постоянно говорит, блядь, нахуй, а дохрена людей, блядь, Татарстана, Башкортостана, сдохли на этой ебучей украинской войне, блядь. Поэтому сейчас очень остро требуется. Начнем. Первое. Татарстан заметно опережает многие соседние регионы по социально-экономическим показателям. Поэтому республика притягивает людей, которые хотят зарабатывать больше и лучше качество жизни. Это естественно. Это самое последнее можно было бы, не первое. Не первое, я вам скажу, блядь, нахуй. Потому что, блядь, нахуй, дефицит народа и там приход народа не из-за денег, блядь. Не из-за денег. Поймите, кого вы наебываете, нахуй? Денег больше в Москве. И таджик, и узбек, или там тот же мигрант нахрен поедет в Москву. В Казань приезжают, и в Башкортостан приезжают, в Уфу приезжают люди, те, которые довольны этой суммой. Довольны этой суммой и нашли свою нишу в этих землях. Полюбили, в первую очередь, эти земли. Поэтому они там тусуются. Язык одинаковый, узкожопых меньше. Могут они на татарском говорить, могут на башкирском говорить. Они знают наш язык, большинство. Им легче. Вот так можно выразиться, а не вот это, что, блядь, денег заработать, нахуй. Куда вам, блядь? Второе. Далеко не все, кто приезжает в Татарстан, жить и работать, этнические татары. Это тоже закономерно. Среди приезжих много русских. Блядь. Это что за хуй пишет, я понять не могу. А также иностранцев, узбеков, таджиков и граждан других государств. Русских в Казани, блядь, ёба дались нахуй, блядь. Этот, наверное, автор, блядь, нахуй, тупит нахуй, блядь. Русские в Казань не едут, поймите, блядь. Вы путаете нахуй, блядь. Узкожопые едут нахуй, блядь, нахуй, в Москву, блядь. А в Казань едут те ваши рядом, которых вы думаете русские, марийцы. Вот дохуя знаю, блядь, потому что у меня жены марийки, блядь, были. Марийцы едут нахуй, чуваши. Вот вы их путаете, имена-то русские, блядь, путаете русскими, блядь, нахуй. Они-то не русские, ёпта. Это ваши, наши соседи, блядь. Они едут нахуй. Усралась нахуй твоя Казань русскому, блядь, нахуй. Сказанул, блядь, тоже. При этом и не каждый татарин, приезжающий из другого региона, автоматически усиливает татарскую идентичность для республики. Участие людей, связь языком и культурой ослабла, но и с ними можно и нужно работать. Дичь какая-то. Третье. Татарстану нужна собственная политика интеграции приезжих, кем бы они ни были, по национальности гражданства. Без нее миграция будет усиливать давление на татарское ядро, размывая его и ускоряя ассимиляцию татар. Чтобы приезжающие укрепляли татарскую идентичность, а не размывали ее, необходима системная интеграция. Одной волшебной меры здесь не существует. Нужен комплекс шагов, чтобы Татарстан воспринимался не просто как богатый регион, а как богатая и успешная республика татарского народа со всеми вытекающими последствиями. Реализовать такую политику возможно лишь при наличии суверенитета, либо хотя бы минимальное самоуправление. Пока Татарстан фактически живет на правах обычной области или края, остается констатировать. Без собственных полномочий ситуация будет ухудшаться. Ниже предложения по политике интеграции. Я вам скажу одно. Этот автор, ебаный автор, я вам скажу, блядь, кто такой нахуй вообще сейчас, откуда это? Татарский разведчик. Это же кашаповская мразота, блядь. Я вам скажу нахуй. Мрази ебучие, блядь. Вот такие татарские, блядь. Это дегенераты, блядь. Ишитагес. Башкортостан на Татарстанга, да, блядь, нахуй. Это болезнь, нахуй, блядь. Как, блядь, нахуй, специалист, нахуй, по женитьбам, нахуй. Я вам говорю, блядь, нахуй. Наши татарки, башкирки, блядь. Башкирки меньше, конечно, татарки это пиздец, нахуй. Наши, грубо скажем, ебучки, нахуй, прутся в Турцию, блядь, нахуй. Патаген Соторга, блядь. Как в тот день, помните, я вам читал про узбечку, блядь. Узбечку, блядь, муж зарезал, блядь. А чё зарезал-то, нахуй? Бошку оторвали с другом, туда-сюда в чемодан упаковали, нахуй. Пиздец, нахуй. Ебанулись узбеки тоже, блядь, в Турции. А почему? Потому что, наверное, шлюхой была, блядь, нахуй, жена, блядь. Он выцепил ее, наверное, ее. А там дохуя таких, блядь. И татар, и узбеков дохуя, блядь. Шлюханцы, блядь, нахуй, в Турции. Че у них, блядь? Кутап, майгабутап, нахуй, маслом намазано или медом намазано, нахуя у них, блядь. Я не могу понять, нахуй, блядь. Поэтому вот
чем нужно нам заниматься, чтобы татар кызлары и башкирт кызлары Татарстаннан никуда нахуй не вылазили нахуй, блядь. И замуж выходили только за наших, блядь. Жестко нахуй, по-чеченски. Ну, чеченский вот здесь нужно будет взять такт. Чеченский такт, давайте будем называть это, блядь. Вот эту систему нужно будет укрепить, блядь, Башкортостана, Татарстана. Только выходим за своих, блядь. Никаких нахуй, блядь, нахуй. Чужеземцев нахуй нам нахуй не нужны, блядь, нахуй. Ни тюрки ваши нахуй, блядь, ни хуюрки и так далее, блядь, нахуй. Понимаете, блядь? В крайнем случае рядышком кто-то, рядышком, допустим, марийцы, чуваши, удмурты, казахи, рядышком, по соседству. С ними у нас ничего не потеряется. Понимаете, вот ничего не потеряется. Вот же у меня не потерялось. У меня отец узбек, наполовину башкорт, мама татарка. У меня все есть на месте же, блядь. Ничего не потеряется. Почему? Потому что у нас нету презрения другой нации. Понимаете, вот где есть идентичность, как Путиносос ебучий говорит, идентичность наша, блядь. Идентичность наша не еврейский вариант, блядь, я вам скажу, блядь. Это у евреев, нахуй, мать еврейка, сразу ребенок еврей, нахуй. Нет, блядь, у нас не так. Вот у нас, вот у меня сестры двоюродные, украинки наполовину. Они никогда у нас не было в башке, что она мне скажет, что я украинка. Она мне скажет, сестра мне говорит, я же узбечка, башкирка, украинка в конце. Вот так у нас, понимаете, блядь? И никого нету презрения, понимаете, нету. Она вот до сих пор печется за Украину, воюет. Вот сейчас война идет, она печется за материнский инстинкт, материнскую родину. Она мне сама говорила, еще когда я в Москве был, только это началось, еще мобилизации не было, она говорила, этот братишка, говорит, моя мама же с Украины, говорит. Мне жалко, говорит, украинцев, а Россия, говорит, убивает. Понимаете, вот так был разговор у нас. С своей двоюродной сестрой, украинкой. Так наполовину, если на то пойдет, блядь, нахуй. Как я, наполовину татар, а она наполовину украинка. И я теперь отлично понимаю такие моменты, что если в семье есть любовь всем нациям, да вообще миру, любовь к миру, так сказать, да, то не будет нацизма. И в наших семьях, альхамдулилля, никогда не воспитывалась нацизм, блядь. Меня вот у любого моих, кого-нибудь знакомых можете спросить, там, предъявить мою рожу, сказать, вот узнай про него там, что как. Нету у нас нацизма. У меня в семьях, в родственниках, да хуя нации, блядь. И русские есть, блядь, если уж на то пошло, блядь. У меня двоюродные сестренки русские, Катя и хуй знает еще одну как-то зовут, блядь, не помню. Имена русские, кстати, блядь, отец русский, потому что мать татарка. Вот хуйня получилась. Но у них вот все наоборот. Они себя ведут как русские. Понимаете? Почему? Потому что русский нацизм есть, блядь. Присутствует, понимаете? А у нас нет этого. Почему? Потому что мы мусульмане. У нас нет разделения, допустим, да? Вот что-то, блядь, у меня отец же узбек, а татары что-то хуевые. Ну вот так, я же не могу так, блядь, да? Получается, если я буду говорить татары хуевые, блядь, получается, моя мама тоже татарка же. Понимаете? Это когда мы говорим что-то вот хуевое, мы говорим, да, вот бледушки, блядь, татарские и так далее, или там какие-то, нахуй, узбечки или еще кто-то, блядь, нахуй. Это, вот эта часть людей такие, часть людей, блядь, нахуй, ну не вся нация, понимаете? Это как и у узкожопых, мы когда говорим, блядь, ебать узкожопых, мы, это подразумевается, это значит Москву выебать. Москву выебать, нахуй, понимаете? Мы же, еще раз повторяюсь, мы же не маньяки, не головорезы, блядь, чтобы, блядь, пойти, блядь, на Москву, блядь, и ебашить на улицах, нахуй, которые сидят на скамеечках, бабушек, которые сидят, вяжут или там грызут семечки, нахуй, мы же убивать не будем бабушек, блядь. Хоть и 1000 раз пусть они будут русскими, нацистскими даже пусть эти бабушки будут, которые топят за Путина, нахуй. Мы же их не будем убивать, понимаете? Не в этом же смысл, блядь. Смысл это когда, блядь, нахуй, ты, так сказать, нахуй, вот эту ебучую свиноматку, так сказать, блядь, вот эту матку, блядь, разъебываешь, блядь, изнутри, блядь, нахуй, а не вот эти внизу, блядь, ополчение, так сказать, нижняя, так сказать, часть их населения, блядь, так сказать, или муравей, да, муравейник, бомбишь же, получается, матку, а не муравей виноват здесь, блядь, матка виновата, допустим, да, что-то в этом роде. В Саратовской области на похороны мусульманина, погибшего на чужой русской войне, чиновники притащили акустическую систему, которая стоит дороже, чем его дом. Я в ахуе, блядь.
администрация Краснокутского района. Последний путь проводили участники специальной военной операции Хайруллина Амангельди Утегеневича. Амангельди. Хайруллина. Это, наверное, не татарин Амангельди. Казах, наверное, это. Траурный митинг посетил представитель правительства Саратовской области. Конечно, это казах, Саратов. Иван Яшин, его заместитель главы по социальным вопросам администрации района Ирина Леденева, военный комиссар Краснокутского Советского Федоровского района Саратовской области Илья Бакови, имам Мухтасиб Краснокутского Советского Федоровского района Хамза Бакиров, родные и близкие бойца. Хайруллин Амангельди Ютегеневич родился 2 апреля 1986 года. Он был ярким представителем своего поколения, вежливым, добрым и отзывчивым человеком, обучался в гимназии-интерната 1993 по 2001 год, закончил Краснокутский политический лицей, получил профессию повар-кондитер. По окончании училища был призван в армию, служил на Дальнем Востоке поваром. Заключил контракт о происхождении службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации и Министерства обороны 25 марта 1925 года. Пиздец, нахуй. Погиб при выполнении задач по ходе специальной военной операции. Наш земляк был примером мужества и патриотизма, отдающим всего себя ради других, надежной опоры для тех, кто находился рядом с ним. Он был тем, кто боролся за вашу ла-ла-ла-ла-ла-ла, короче, нахуй. Понятно, блядь. Манкурт. Манкурт. Ну, ему почему-то в Саратовской области на похорон мусульманина. Ну, мусульманин, да, я думаю, татарина мою обозвали. Да, мусульманина можно так сказать, да. Казах. Это казах. Амангельды, значит, это казах. Кто-то что-то в этом роде. У нас у татар Амангельды нет такого имени вообще, блин. Так. Поэтому, Дуслар, видите, вот и получается здесь разницы нету какой нации, блядь. Вот ты манкурт, у тебя нет нации. У тебя нация манкурт, все. Ты манкурт, блядь. Идешь, блядь, нахуй, за Путина умирать, нахуй. Если сейчас, блядь, Путина уберут, Ходорковского поставят, за Ходорковского пойдешь, нахуй, убивать нас. Нас убивать пойдешь, потому что мы будем все равно против, блядь, нахуй. Хоть 1000 раз пассе пусть, блядь, нахуй, переоформляется там, блядь. Пусть будут, нахуй, на пассе, блядь, все, блядь, узкожопые, нахуй. Нам похуй, блядь. Нам наша задача, блядь, нахуй, разъебать нашу Москву в любом случае, блядь. Сегодня, завтра, послезавтра, через год, 10 лет. Проблем нет, нахуй. Вот когда мы соберемся, Башкортостан, Татарстан, блядь, созреет, вот тогда мы и пойдем, наверное. Я так думаю, блядь. Поэтому мы сейчас в глобальную какую-то политику лезть или что-то там менять, какую-то функцию, нахуй, в этом, блядь, нахуй, не можем, потому что у меня нет сил. В данный момент у меня нет сил, блядь. Было бы у меня, допустим, какие-то, нахуй, так сказать, движения, так сказать, в каком-то направлении, допустим, сравним кого-нибудь, допустим, Алишера Усманова. Алишер Усманов, блядь, богатый, нахуй. Вот, у него есть движуха, блядь. Вот примерно такой, да, ведь? Ну, он долбоеб, нахуй. Он же как говорится, не будет нас, блядь, финансировать, допустим, да, ведь? Потому что, блядь, он манкурт, блядь, ебаный, блядь. Узбекский манкурт, блядь, еврейский манкурт. Хуй знает, кто он, блядь, нахуй. Кому он душу продал, мы не знаем уже, блядь. Поэтому, исходя от этого, мы одно только знаем, блядь, что пока мы не соберем, блядь, нахуй, войска, оружие, место, в конце концов, нахуй, блядь, где-нибудь арендовать надо, нам место, блядь. Пока этого нет у нас, значит, мы просто идем, как говорится, по направлению, как говорится, именно освобождения, никакой демократии, пимократии нам нахуй ничего не нужно, блядь, нахуй, в данный момент. Нам нужно разобраться, нахуй, независимостью. Пока біздің озаттығымыз жоқ екен, значит, мы будем долбить только в той, так сказать, категории, блядь, нахуй, людей, которые, блядь, не за общую Россию, блядь, нахуй, не за Ходорковского, не за кого, нахуй, а только независимость. И для этого еще раз призываю, вот еще раз говорю, еще раз вот в голову сейчас пришло, скажу еще раз. Один раз я сказал уже, потом передумал, нахуй, собираться я не хочу. И еще раз говорю, блядь, нам нужно собираться. Нам нужно самим собираться. Не собираться где-то физически. Нужно нам хотя бы собраться, блядь, в интернете, набрать людей, которые против Москвы. За независимость башкиртов и татар. Вот вам это касается. Я других даже не причисляю сюда в данный момент пока. Вот это нам касается, нам, вот две нации, нам это касается, блядь. Чтобы мы взяли свои территории и рядом еще захапали другие. Вот это наша задача. Если мы это сейчас сделаем, как говорится, в теории мы будем готовы уже, все четко, блядь, то мы сможем уже это делать в дальнейшем уже в физическом направлении, уже, так сказать, знаете, блядь,
без, так сказать, заглядывания в учебник, блядь. Понимаете, мы уже теорию эту мы прохаваем. Мы уже прохавали это, но теперь остается прохавать это вам, будущим, так сказать, людям, которые придут вместе с нами, как говорится, и возьмут, как говорится, и раком поставить Москву. Только так, Руслан. А по-другому искать, блядь, какие-то движухи, блядь, нахуй, в Турции, блядь, нахуй, в Азербайджане, еще где-то, нахуй, это не дело. Это не дело. Вот прикиньте, такой вопрос. Вот, опять возникает вопрос. Почему Кашапов, Айсины, Габасова и так далее, все, почему не просят у казахстанского президента? Почему они не долбятся узбекстанскому президенту, кыргызстанскому, таджикистанскому? А? Вопрос сами задайте, почему они туда не ходили? Почему они только Эрдогану яланала? Почему они кланятся Эрдогану? Вы думали об этом? Странно вам, не кажется? А я скажу почему. Потому что они думают, что Эрдоган одной ногой в Евросоюзе и одной ногой у себя. И еще добавлю, одной ногой в Москве. У него 3 ноги нахуй, блядь, нахуй. Я не знаю, нахуй, 2 ноги свои, наверное, если так визуально думать. И одним хуем где-то сидит, нахуй, еще, блядь. 3 ноги у него, нахуй, так. Хуякс, нахуй. Понимаете, блядь? Пытается на 3 стульях, на 3 хуях посидеть хочет, блядь. С одной жопой своей, блядь. Вот такой человек, блядь, нахуй. Как можно с таким человеком, блядь, нахуй, строить, нахуй, независимый Башкортостан с Татарстаном, блядь? Ну, Башкортостаном я не могу сказать, гнать на Габасова, блядь. Ну вот на татар могу. Татары все, блядь, голова вообще, блядь, ебанутые, нахуй, голову, нахуй, только топят через Турцию, блядь. Я еще не видел ни одного татара, который бы топил бы без Турции. Ни одного не видел еще, блядь. Тех, которые со мной идут, этих татар, как бы, я не причисляю даже никому, блядь. Те, которые татары, там, башкирты идут со мной, мы идем сами. Мы идем за микс наших государств. Башкирт татарны біз уятабыз. Мы не разделяем. Мы принципиально идем вместе. Не из-за того, что у меня нация такая, блядь, а из-за того, что, блядь, нахуй, мы обязаны так идти, блядь. Потому что, блядь, когда у тебя сосед, получается, в нищенском образе, так сказать, да, так сказать, блядь, живет, Аллах Та'алям, ну, сүздері бар. Он говорит, ты не имеешь права кушать, если у тебя сосед голодный. Ты не имеешь права кушать, если ты где-то видишь или наблюдаешь, или встретил голодного. Ты не имеешь права жрать нахуй, блядь, нахуй, пока он голодный. Поэтому, исходя от этого, Башкортостан, получается, если на ноги встает и видит, что Татарстан не может встать, значит, мы вместе встаем. И так, и наоборот. Татарстан подтягивает Башкортостан. Вот только так. Потом уже мы вместе подтягиваем других. Там Эрзя Мокши, Чуваши, марийцев, удмуртов, коми и так далее, и так далее. Всех. Понимаете, вот как-то так надо идти. Давайте почитаем Кушта Байрам, если тут не нарвусь опять на одно и то же. Так. Рота Башкортостан. Закинули какие-то картинки. Азатлык, какой-то дичь какой-то. Давайте прочитаем про Рота Башкортостан, что они хотят. У Эрдогана армия сильная. Ну, сильный Давид, блядь. Хули делать? Сильная, это сильная, блядь, у него. Крыса. У крысы как ты можешь спрашивать, блядь? Крыса только себе все тянет. Как ты у крысы можешь взять армию его? Тут даже не в армии дело же. У крысы армию даже брать не хотим мы. Я вообще топлю не за то, что, блядь, нахуй, кто-то нам дал силу. Вот как, допустим, Украине кто-то дал силу. А кто им дал силу? Там одни хохлы умирают, блядь, нахуй.
Там чуть-чуть иногда добавляются какие-то другие нации, которые самопроизвольно приехали. Там с Мексики, там еще откуда-то, там с Бразилии, откуда там. Они сами приехали. Сами просто приперлись. А так, блядь, просто кто-то нахуй. И, блядь, никто еще туда не пошел. Да если вы сами видели, вот Чечи, нахуй, мы сейчас видели недавно, блядь. Европейцы, 17 человек, что ли, отправили, блядь, защищать, блядь, Гренландию против Трампа. Это же ебанизм, блядь. 17 человек, блядь. А одну, говорит, дали Нидерланды, одного, что ли, отправили. Немцы, двоих вроде бы. Французы там, троих. 17 человек поехало, блядь. О, блядь, Гераклы, нахуй там, наверное, такие, блядь, норвежские Гераклы, блядь. Поэтому это ебанизм. И я считаю, что, так сказать, не в армии дело. В данный момент нам нужно плацдарм, финансы, а людей мы сами туда, как говорится, подыщем. Людей мы сами своих найдем. Главное, нужно финансирование. Вот как финансируется Украина, нам то же самое нужно финансирование и плацдарм. Плацдарм для обучения и так далее. А не искать там плацдарм, допустим, в Турции или в Азербайджане. Нахуя нам это нужно? Нам нужно свое, вот, лично свое, вот, где-нибудь мы тыкнем, договоримся где-нибудь по карте, блядь, вот туда и поедем, блядь. Построим там гарнизон, и в этом гарнизоне будем тренировать всех подряд, кто захочет против Москвы идти. Так, когда создавалась рота башкирт, все думали, что нас просто перебьют и на этом закончится. Сегодня мы подразделение, которое обучает добровольцев и воюет плечом к плечу лучшей армии мира. Поистине, ни одна армия мира не имеет такого военного опыта, как украинская. Когда зародилось подполье, на нас лились тонны угроз и обещания расправы. На сегодня подполье множится каждый день. Наши агенты принимают участие в поистине исторических военных операциях. Олухи продолжают думать, что все, что мы транслируем здесь, есть всей нашей деятельностью. Нам удобно, когда вы так думаете. Продолжайте. Так вы не заметите, как республика освободится от РФ. Но мы разрешим вам радоваться вместе с нами, так уж и быть. Услышимся. Но я вам скажу про роту башкиртов, я вам 1000 раз уже говорил, ну вот они пишут постоянно, кого-то заставляют азатлык писать по стенам, блядь. Хуйней маются люди. Это габасовская система, блядь, нахуй. Вот эта рота башкирт, наверное, все-таки, блядь, что-то, блядь, связано с Габасовым, мне кажется, блядь. Что-то они замутили сами, какую-то дичь. В прошлом году, когда я с ними начал общаться, они мне что сказали? Им пишешь, они пишут мне. И мы спросим у командиров. Кто командир, нахуй, блядь? Кто это, блядь, группу ведет, блядь? И в итоге получается, нахуй, эта группа и вообще и командование относятся к украинцам. Легко так, понимаете, вот смотрите, появился один башкирт, и он работает на украинцев. И он создает роту башкирт, так сказать, блядь, в кавычках, в группе, блядь, Телеграме. Да я тоже так могу, блядь, создать сейчас. Рота узбеков, рота башкиртов, рота татар, блядь. 3 группы я создам и буду каждый день туда какую-то хуйню грузить, блядь. И говорить, вот, приходите. В оконцовке, окей, ты приходишь. Куда ты приходишь? Я в Европе, блядь. Куда ты приходишь, блядь, нахуй? Приходишь в Европу, значит. И все. И что с этого, блядь, выходит, блядь? Кто твой босс, кто чё, блядь, нахуй? Непонятно, блядь. Там то же самое. А там, получается, босс Украина. Вот и все, блядь, нахуй. Ты пляшешь под Украину, блядь. Украина что сказала, то и делаешь, блядь. Пошли туда. Пойдем туда, нахуй, блядь. Понимаете? А у меня другая тактика, блядь, нахуй. Тактика разъебать Москву. За все это время, блядь, башкиртов пульнула ли в сторону Москвы, блядь? Она же, блядь, создана за независимость Башкортостана. Тут получается, нахуй, им же не разрешает Зеленский пулять по Москве, блядь. Понимаете смысл какой, блядь? Тупик, блядь. Шунарга дуслар, мин онды тактика, блядь, не болею, нахуй, блядь. Была тұрған болса, блядь, нахуй, біздікілер. Жиылабыз екен. Прямой Москве береге. Понимаете, вот с того плацдарма, где мы окажемся, будем разъебывать Москву. Мы не будем церемониться, нахуй, вот сейчас к нам что-то прилетит, не прилетит, нахуй, само собой. Подготовиться, блядь, нахуй, что и нам что-то прилетит, и оттуда запускать, нахуй. И у нас должны быть эти запускающие вещи, блядь, нахуй. Не те вот эти, блядь, пуколки какие-то, нахуй, 5 метров летят и падают, нахуй, блядь. А конкретные, которые долетать будут до Москвы, блядь. Как-то так, блядь. А по-другому я не вижу, нахуй, эту войну, блядь, по-другому, понимаете? Поэтому я и вам говорю, чтобы кровь из нос нам нужно попасть в Куандыкский коридор, блядь, нахуй.
Вот это наша задача, блядь. Забрать весь Куандысский коридор, нахуй, и таким образом двигаться в сторону Башкортостана, блядь. Понимаете? Потому что у нас тыловая сторона будет Казахстан. И Казахстану ясно будет сказано, что с тыла, блядь, Тукайка была мы нахуй, Чукайка была мы нахуй, с тыла, блядь, к нам никто не должен заходить. Вот это, блядь, будет конкретно договором, блядь, понимаете? Когда, блядь, у нас будет избавление, нахуй, блядь, от Москвы, все, блядь, дышать начнем ровно, блядь. Понимаете, блядь? Тут, получается, всем это, так сказать, затея нужна, позарез нужна, блядь. Это не просто игра, блядь, а это серьезное действие, которое, блядь, доведет нас, блядь, до независимости, само собой, блядь, по, так сказать, территориям разделимся, все территории, как говорится, кому что достанется, блядь, разделим, блядь, и начнем красиво жить, блядь. Вот цель, блядь, а не та цель, которая, блядь, через Украину. И что? И что? Вот смотрите, сейчас он так говорит. Через какое-то время, что он скажет? Вот мен айттым билерсиз потом. Мына бу вакытлар үтер мына. Бүгүн нинди число әле? Мына карыйбыз, давайте. 27 январь мына. 27 январь сагат 11. Мына кисеп алыгыз. Мына булар мына хәзер сугыш бетсә Украинада мына иртәгә бүгүн туктасалар, Путин белән Зеленский договорятся, как в Афганистане. Вот Афганистан с кем-то договорился и закончилось. Как мне один брат таджик Муджахед говорил. Говорит, закончилось, мы вышли, говорит. Зачем вообще была эта война, говорит. Он сам в ахуе, блядь. Он всю войну пробыл там, блядь, и говорит, братан, это Акбаракя его зовут, блядь, там шкаф, человек-шкаф, блядь. Я первый раз увидел такого здорового таджика, блядь. Ну, блядь, пиздец, Геракл, блядь. И говорит, не знаем, говорит, блядь, нахуй. Мы убивали, нахуй, ну, воевали, кого-то, нахуй, убивали, непонятно, кого убивали, нахуй. Он, конечно, я как понял, убивал, нахуй, узкожопых. Понимаете, нахуй? Он-то, блядь, муджахедом был, блядь. Он же, блядь, против, получается, нахуй, русни был и американцев. И потом, говорит, нахуй, все закончилось, блядь. Вот то же самое здесь. Вам не кажется, блядь, нахуй? Вот сейчас, смотрите, блядь, наверху договорятся. Вот эта рота башкорт где-то внутри останется. Украинские тоже где-то что-то произойдет. И что? Где независимость башкортов и татар? Где, блядь? Где вы у вас за... Все. Бетте сугуш, бетте. Все, разъебанная территория останется внутри России. Неразъебанная сторона внутри Украины. Что дальше? Че вы потом через какое-то время вы пойдете, вот эта рота башкорт пойдет сама по себе решать проблему, когда закончится проблема Украины, сама пойдет решить? Где логика, блядь, нахуй? Мен шуларга бетен айттым, блядь, башымдан айттым. Бу хуйталарга біз кушылмайбыз. Для меня это все хуета, блядь. Потому что, блядь, нахуй, мы их в глаза не знаем. Кто они, под кем они, блядь. Ну, под кем они уже, мы поняли, блядь, под украинцев, блядь. Вот это, блядь, нахуя нам нужно? Нахуя нам нужно? Это дичь, блядь. Понимаете? Поэтому я вам предлагаю, блядь, собираться под нами. Под нами собираться, нахуй, чтобы без башкорт татар бірге жиылырға тиішбіз. Никакого хахла, никакого, нахуй, другого, нахуй, хуя не должно быть над нами, блядь. Хужа булабыз біз. Har birimiz булабыз хужа. Понимаете? Har birimiz біз онда хужа булабыз. Понимаете? Вот только таким образом мы можем, блядь, нахуй, сделать свою какую-то армию. Как вы думаете, вот этот Аль-Шара победил вот этих всяких игиловцев и всяких хуйню вот эту, находясь сам в этой сфере, блядь? Как он это сделал, блядь? Потому что, блядь, нахуй, он понял фишку, блядь, всего, что, блядь, нахуй, что это дичь, нахуй, под кем-то, нахуй, быть, под кем-то быть, вот, допустим, как вот эта рота башкортов внутри под Украины, блядь, это не победа. Под кем-то быть, это то же самое, что постоянно над тобой есть начальник, а ты просто офисный работник, нахуй. Ты не растешь, ты никто. И вот этот момент он поймал, смыкнул, да, так сказать, блядь, смекнул тему, блядь, Аль-Шара, блядь, башлы булганында, блядь, уякс, нахуй, блядь, отделил людей, подсобрал своих. Давай-ка я возьму силу. И все, и взял. Понимаете, нахуй? Мен бит айтам, югіргенники емес, бүйіргенники. Югірген все равно будет хуй сосать. Бүйіргенники. Шуңарға Аллах Тағаламға ышанып біз, бүйіргенники болып, бүйірсін бізге шул дәулетні өзімізге алырға, башқұрт мен татарны жерлерін өзімізге тартып алырға. Поэтому, туғанлар, давайте мы не будем, блядь, бегать где-то по другим каким-то землям, хуйней маяться, нахуй, под кем-то, а соберем свое войско, своя
личные войска, блядь, понимаете, узбекские, башкортотарнака, блядь, вооруженные, блядь, нахуй, до зубов, блядь, чтобы мы, блядь, нахуй, на все любые призывы отвечали. Надо будет, нахуй, блядь, надо будет, нахуй, Эрдогану приедем помогать, нахуй. Эрдогану, блядь, нахуй, приедем помогать надо будет. Почему? Потому что у человека, блядь, если очко Джим-Джим, нахуй, блядь, пусть у него будет, нахуй, 400 тысяч армии, нахуй, ничего он не сможет, вот так не сможет сделать. Почему? Потому что очко Джим-Джим, блядь. А мы давайте соберем не тех долбоебов людей, у которых очко Джим-Джим делает, а тех, у которых уже очко, нахуй, укрепленное очко нам надо, понимаете? Они дырявые, нахуй. Идем дальше. Британские солдаты казнят мусульман Индии за отказ участвовать в войне против Османской империи. Первая мировая война 1914 года. Ну, я это 1000 раз видел уже, опять повторяет эту хуйню, блядь. Дичь какая-то, блядь, тоже. Почему повторяет это 100 раз? Так. «14 стран предупредили Россию, что танкеры теневого флота больше не смогут беспрепятственно плавать в Балтийском море. Совместное заявление Бельгии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Швеции и Великобритании опубликовано на сайте британского правительства. Страны предупреждают Россию, что танкеры, которые будут менять флаги, будут выключать транспортеры или не иметь нужных документов, рассматривать как суда, не принадлежащие ни одному государству, соответственно, они могут быть задержаны». Ну, будут дрючить. Дрючить будут по мере возможности, так сказать, блядь. Через один, понимаете? Думаете, что, блядь? Это просто тоже, как говорится, не всех будут ловить. Кусь буямачило, короче. Им нужно какое-то задание делать. Нужно будет сказать, окей, ладно, одного поймай, неделю один. Все, других отпусти. Вот так оно будет работать. Почему? На днях я вам загружал или нет, забыл загрузить. Съездил я одно место, блядь, и охуел, блядь. Увидел, блядь, нахуй, заправку Лукойл. Лукойл, блядь. Заправка Лукойл, блядь, нахуй. Это, грубо говоря, блядь, это, если вглубже копнуть, это татарская нефть, блядь. Лукойл это, блядь, Татнефть, блядь. Татнефть, Лукойл вот здесь, блядь, нахуй. У меня, нахуй, под носом, блядь. В Нидерландах, блядь. И после этого вы, как вы, блядь, воюете, нахуй, с Украиной, блядь, по закрыванию, нахуй, газового сектора, блядь, по закрыванию бензина и так далее, блядь. Полный ебанизм. Лицемерие, блядь, нахуй. Получается, нахуй, здесь, и я вам тогда еще говорил, блядь, в Бельгии, когда я ехал, блядь, на велике, блядь, увидел, нахуй, Лукойл, блядь. Я вам фоткал еще, блядь, Лукойл, блядь, загружал, видосики снимал, блядь. Вот Лукойл проезжаю. Понимаете, вот такая хуйня, блядь, Дуслар. Поэтому здесь получается так, что бензин продается, движуха идет, как на днях, блядь, показывали, блин, по телеку, концерты идут, кайфуют люди в Киеве, короче, мерзнут, как говорится, и в России концерты идут, люди живут, блядь, а тут, понимаете, люди воюют, нахуй, умирают, блядь, нахуй. Пиздец, ебанутая жизнь, а вам не кажется, блядь? Это вообще в голову не доходит мне, блядь. А моя бабушка рассказывала, башкортная нам рассказывала, мы, говорит, блядь, ходили по полям, собирали картошку мерзлую, чистили, говорит, кушали кожуру, грубо говоря. Внутренность уже невозможно, наверное, было кушать. Кушали кожуру, говорит, кипятили, варили, что-то делали. Вот такую картошку искали, говорит. Все в земле, там, хуй поймешь, что было, что не было, блядь. Вот так, блядь, вот так мы проголодь жили, говорит, нахуй. А сейчас что? Сейчас война идет, блядь, там у людей, нахуй, праздник, блядь, свадьбы, нахуй, блядь. Тут война идет, блядь, нахуй. У кого-то похороны, у кого-то война, блядь, у кого-то свадьба, блядь. Ебануться можно, вам не кажется, блядь, а? Это ведь, блядь, всем касается, блядь. Башкортостан, да, Татарстан, да, везде эта хуйня, блядь. Если в Киеве там такая вот дичь, блядь, праздник у них, ла-ла-ла, блядь, нахуй, блядь. Ёбаный в рот, блядь. Куда мир катится, нахуй? Пиздец, нахуй, блядь. Я в ахуе. 10 секунд, спасших не одну жизнь. Перехват российского дрона над замерзшим Днепром на рассвете. О.
С ПКТ хуярят, да? Дрон летел, получается, возле их вертолета, что ли, или что, блядь? Мимо пролетал. Они разъебали. Пиздец, нахуй. Вот так вот, понимаете, блядь? А там у вас праздники, блядь. У меня очень шумные соседи, блядь. Реально заебали меня. Ну, хорошие люди. Черные, хорошие люди. Никакого зла нету. Намаз читаем, туда-сюда. Ну и шумные пиздец, блядь. Я оглохну сейчас, блядь. Sorry. Никакого этого от них нет плохого, знаете. Тоже сострадальцы, беженцы. Они оригинальные беженцы. У них на их землях, блядь, какая всякая дичь происходит. Там, да, Судан, допустим. Судан, Сомали, там, еще кто-то там. Вот такие люди. Все говорят на арабском, на своем языке. Вот так, короче. Ну, и свой язык есть, вроде бы, и арабский, я не знаю. Короче, вот так, микс. Рашизм, имперский фашизм, идеология геноцида всех народов. Штаты, суки, немцы, бяки, турки, подлые собаки. С Грузией была война, Украина не страна. Террористы, египтяне, вражья морда, англичане. Индия, марионетки, Пакистан, зверята в клетке. Греция, пособник штатов, Латвия, подстилка НАТО, европейцы, пидорасы, чурки, люди низшей расы, Белоруссия и та партизанит из куста, Мексика, Вьетнам, Канада, даром нам говна не надо, не особо-то Китай с нами дружит и пускай, остаются Сомали и пигмей Чада. Вот с кем мы дружить могли, только нахуй надо. Вот такой стих, блядь, нахуй. У империи, видите, блядь, ебануться нахуй, блядь. Ну да, вот, видите, блядь, у них друзья только Сомали, или Сомалиленд, нахуй, или что-то в этом роде. Ой, блядь, и они тоже нахуй пошлют, блядь. Сомали, русских, блядь, блядь, нахуй ненавидят, я вам скажу, блядь. Дичь ебаная. Сомалийцы, так уж, к слову, зашло, очень даже мусульмане. Это пипец, как они не мусульмане. Есть, конечно, у них есть какой-то как цыганский табор, так сказать, блин, система, логики такой. А так мусульмане пипецовские. Вот я не знаю, можно сравнить даже начитаннее, чем наши. Можно так даже ставить условия. Почему? Потому что Аллах Та'алям говорит, соревнуйтесь же между собой, да, между собой. Вот соревнуйтесь. И я вам скажу, перед ними мы вообще низкой плантации, вот внизу стоим. Как они знают Коран, как они знают хадисы, и, точнее, эти Коран, аяты все знают они. Очень с детства. И эта система у них прям мощная, как бы под них не подкопаешься, что они какие-то странные мусульмане. Ну да, базар нет. Внутри есть, которые бандюганы такие, читают, не читают, но у них нет такого, я думаю, что они как бы неверующие, блядь. Такого не бывает, блядь, нахуй. А у нас бывает, нахуй, блядь. У нас есть манкурты, блядь. Понимаете? Вот у нас хуево манкурты есть, а у них система манкуртов, даже ты не можешь предъявить слово манкурт для них, потому что у них нет слова манкурт, блядь. Ну так сказать, блядь, слово оно есть наше, имеется в виду это слово для них использовать ты не можешь. Нету этого, блядь, нахуй. Понимаете, у них нет этого, блядь. У них нет разделения, блядь. У них есть, конечно, разделение плохие и хорошие. Вот и все, потому что у них тоже дичь какая-то делится вон пополам, туда-сюда что-то бурагозит там. И то почему? Потому что нахуй туда тоже полезли или европейцы, или американцы, поэтому баламутятся. Или евреи вообще там мутят что-то. Я как бы не вдавался сильно, надо у них поспрашивать. Так, пророссийская казахстанка переехала в РФ и вступила в русскую общину. Ее детей не принимают в школу, потому что они мигранты. С нами Бог. Ну, это опять еще раз напомнили. Ну, это мы ее знаем, это, короче. Я уже высказывался про нее, помните? Ну, бывает, в семье не без урода, блядь. Что поделаешь? У нас то же самое, блядь. Так что, брейберно онларға керек, блядь. У нас одна история у всех. Хоть вы 1000 раз независимости, там, казах была, узбек, кыргыз, таджик, блин. Особенно меня бесит порой иногда, блядь, узбеки. Говорят, мы же независимые, блядь. Ну и что? А хуй тогда вы независимые, блядь, в Москве делаете, блядь? Независимые? Будьте у себя дома, блядь. Будьте, чтоб я к вам поехал и зарабатывал у вас, а не наоборот, блядь, нахрен. Вот тогда вы будете, блядь, без Б, нахуй, блядь.
правы, блядь. А в данный момент нет. В данный момент вы манкурты тоже, блядь. Понимаете? Тоже хуйня. Манкурты, блядь. И поэтому, как говорится, семье не без урода, блядь, у нас у всех одно и то же, блядь. История у нас плачевная, но признавать мы не хотим этого. Люди до такой степени внушены идеологией независимости в независимых странах, что они думают независимые. Это им вдолбили уже, блядь, нахуй. Серкуёж, рулькам, в эту песню пели, и не допели, нахуй. И что? Если была бы страна независимая, то она была бы богатая. Но почему-то страна богатая, люди бедные. Почему? Потому что вы не добились того президента, который вам бы дал бы это все. Каримов говно, Мирзияев тоже, блядь, его же отпрыск, так скажем, блядь, нахуй, потому что Каримова не было, Мирзияева не было. Так. Закон, позволяющий ФСБ полностью отключать россиянам мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, приняли в первом чтении Госдумы. Операторы будут обязаны выполнять требования силовиков для защиты граждан государства от угроз безопасности. Ну заебись. Интернет будут вам вырубать, блядь. Скоро вас вырубят, блядь. И это тоже будет нормально. Понимаете? Потому что вы как бы быдло населения. А нахуй быдло населения может что-то говорить. Вы ничего не можете говорить, блядь. Понимаете, блядь? Меня, знаете, что, вот, как сказать, блядь, обижает, да, можно сказать так, блядь, как-то огорчает, правильно будет, да? Огорчает меня Брейбер, блядь. Ашуланам, блядь, из меня всякими. Ашуланам, что башкир, блядь, татар, мин, блядь, узбек, башкир, татар, блядь, меня, блядь, нахуй, или там Габбасовна, или Айсинна, хуй не ставите, грубо говоря, блядь. А у Руслана убивает, блядь, знаете, блядь. Это просто пиздец, это такая низость, нахуй, с вашей стороны, блядь, нахуй. Вы, блядь, выше ставите, нахуй, свое, блядь, вот это манкурское состояние и в десны долбитесь, нахуй, с этими узкожопами, нахуй, а нас, блядь, нахуй, пытаетесь, блядь, вниз втоптать, нахуй, блядь. Я же это постоянно в комментариях вижу, где там пролетает. Я часто удаляю комментарии от тупых долбоебов, блядь, в своем ютубе, блядь. Я понимаю, что, блядь, нахуй, вы до такой степени, блядь, я же всегда говорю, блядь, кто родился в России, блядь, тяжело вас изменить, нахуй, блядь. Вот я родом с Узбекистана, приехал сюда, и я поменял свою вот эту систему. Узбекистан, Башкортостан поменял вот эту резкую систему. Вот, допустим, если человек в Узбекистане и живет в Узбекистане, его тоже изменить тяжело, блядь. Он узбекский манкурт, а вы местные манкурты, блядь. Понимаете? А вот этот микс, который приехал оттуда и сюда, почему-то мы поняли это. Почему это мы поняли? Ну, Габасов, местный башкорт, понял это. Ну, один кто-то должен понять это. Там Айсенко откуда-то тоже приперся, блядь, в Татарстан, тоже это понял, ну, понятно, понял, блядь, потому что тема у него, блядь, политическое обозрение уже было изначально, блядь, и потом он свалил, да, что-то в этом роде. Ну и Кашапов, Кашапов долбит 30 лет, блядь, понятно, но это же, блядь, я вам перечислил 5-6 человек, блядь, а где остальные-то, блядь? Остальные-то где, блядь? Нам хотя бы 10, 20, 30 тысяч нужно народу поднять, блядь, чтобы вы топили, как мы. Будьте с нами равными. Я же не говорю, чтобы вы были под кем-то нами, блядь. Нет, вы будьте рядом, вместе, чтобы мы вместе, блядь, в Москву шли. Нам не надо, блядь, чтобы вы были нашими, блядь, какими-то работниками, блядь. Вы были такими же ровными, что голос ваш был, блядь. Чтобы вы свою какую-то тему нам вдали, которую мы, может, не знаем. Вы же внутри, понимаете? Внутри же вы больше уже видите. Мы же уже 4 года не видим. А вы внутри. Внутри вы видите вот эти убийства. Внутри вы видите, как, блядь, пацана таджика убили. Внутри вы видите, как долбоеб какой-то напал, блядь, в школе Казани. Вы видите, блядь, как зарезали, нахуй. Таджик зарезал русского, блядь. Видите, это все внутри. А мы только понаслышке это, по новостям видим. А вы внутри. Видя это внутри, как вы можете ходить молчать, блядь? Сори. Поэтому, дуслар, иринlar киба. Дуслар, мен сізге айтамын. Сіз мен сөйлегенде ашуланмаңыз. Сіз это как факт должны принимать это. Принимать и действовать как.
Вы должны называть действия, блядь. Действия должны делать, блядь. Допустим, нам даже указывать, как быть дальше. Понимаете, блядь, мы должны вместе сосредоточенно, блядь, нахуй, идти к уничтожению Москвы, блядь. А не так, что, блядь, один пробалаболился, нахуй, блядь, Габасов, Айсин, я там Кашапу где-то ляпнул, нахуй. Все. Tamam, bitti, блядь, bir kim yo'q, блядь. Но олай bo'lmaydi endi, блядь. Biz birga bo'larga kerak, блядь. Birga olib borarga kerak, блядь. Действия, понимаете? Вот есть люди, пару людей, которые мне написывают, пишут, блин, рахмат оларга. Они вот, так сказать, наша опора, так сказать, будущее. В дальнейшем. Люди-то молодые, но прут за независимость. Нахуя им независимость нужна? Как вы думаете, блядь, молодым независимость зачем нужна? Они почему поняли, а вы не поняли, блядь? Вот это мне самый, блядь, огорчительный момент, блядь. Почему-то хуи какие-то понимают это, блядь, из узкого мира, блядь, а мы не можем понять. Ну вот наш народ не может этого понять. Или, точнее, вы хотите понять, вы поняли это, но в то же время, блядь, нахуй боитесь. Вот такие тоже, наверное, есть дефекты. Ну вот. Кто-то загрузил. Вот, ёпта, блядь. Вот камера. Видите, вот. Это вот камера узкожопых. Понимаете, да? А, ну, что тут можно описать, блядь? Это пиздец, нахуй. Ну да. Здесь такая камера, блядь, что вот этот, блядь, кровать подымается на цепь и вешается, и все, ты днем не можешь лежать. Ни матрасов, нихуя ничего нет. Как можно жить в такой камере? Дичевая, блядь, система. И вот сейчас в данный момент вот здесь камера, я вам показываю, да? Европейские камеры. Это камера, вот это камера, европейская камера. Где я сейчас в данный момент нахожусь, блядь? Блядь, туалет, душ. Вот внутри комнаты. Двухэтажная кровать. Стол, холодильник. Шкафы. Просто тебя закрывают. Допустим, да? Если это была бы тюрьма. Просто тебя закрывают. А днем выходишь вот сюда. Вот этот плацдарм, выходишь вот сюда и сидишь, тусуешься здесь, наверное, час-два. И, наверное, на улицу они выходили, хуй знает. Тут двор, конечно, не двор, блядь. Вот куда-то сюда выходили они. И потом опять закрывают. Чистота, порядок. Матрасы. Как-то так, блядь. А это... И скажу я вам, и в Казахстане, и в Узбекистане, в Кыргызстане, и в Таджикистане тоже такие же тюрьмы. Вы не думаете, что там люкс, блядь? Там то же самое, блядь. Вот такие же тюрьмы там. И после этого кто-нибудь там мне скажет, что нет, у нас все хорошо, менять ничего не надо. Как узбеки мне вдалбливают, я же вам до этого читал комментарии, блин. У нас все нормально, просто они, говорят, хотят, чтобы законы работали. Пиздец, нахуй, блядь. В Узбекистане, оказывается, все нормально, блядь. Законы только пусть работают. Какие нахуй законы работают с этими вашими президентами, блядь, нахуй? Пока у вас тюрьма вот как здесь не будет, значит, законы не работают. В тюрьме должно быть, блядь, быть демократической тюрьме, должно быть туалет, душ, блядь, цивилизация, конце-то концов. Вот это вот тюрьма. Пиздить не должны. В хате сидишь только 2 человека или одиночка. А не 8, 10, 20 человек, блядь, как в селедке, нахуй, консервные. Вот это вот страна. Вот еще одно свежее ярчайшее доказательство того, что мы находимся в оккупации. Свободная, субъективная, хотя бы в рамках федерализма, республика никак бы не могла игнорировать дату такого чудовищного геноцида коренного населения. Но пока всю политику определяет из Кремля, такое положение дел будет сохраняться. Не ленитесь затыкать манкуртам и прочим сторонникам бесправия башкира рты этими и другим подобными фактами, которых буквально не счесть в последние годы. От подписчика. Никто из властей не вспомнил трагедию Сиантуса.
Ну да, а кто вспомнит? 24 января башкирский народ вспоминал трагедию в Сиантусе, резню, которую 290 лет назад устроила русская армия. А вот манкурты в этот день сделали вид, будто этой черной даты нашей истории не существует. Хабиров в тот день рассказывал о морозах и рассыпался в благодарностях Путину. История башкортов для него ничего не значит. 24 января башкирский народ вспоминал трагедию в Сиантусе. Понимаете, 290 лет назад убивали наших предков. 290 лет назад. Плюс еще минус 500 лет назад убивали Казань. Наших татар, получается. Всех, да? Само собой, может, башкортлар да булгандыр, кто его знает? Ну, всех долбили, блядь. Казань долбили. Весь Казань долбили. И вспоминая это как вот, понимаете, как об этом даже мы и разговоры были в прошлых годах с Кашаповыми, со всеми такие моменты эфиров каких-то говорилось, или где-то еще высказывались. Хотели сделать вот этот хатыр-күні, там падение Казани. Русские что сделали? В этот день они ставят сразу, блядь, шлагбаумы, хуямы, блядь, все, нельзя ходить. Закрывают. Не дают это провести. А 41-45 проводит каждое 9 мая. Нахуй кому оно уже ненужная вещь, блядь. По сути, оно нахуй ненужная вещь, это уже 9 мая. Мы поняли это уже, блядь. А вот именно, блядь, уничтожение Казани в Татарстане мы не можем провести. Сиантус в Башкортостане, уничтожение башкортов мы не можем вспомнить даже, не то что провести, блядь. После этого, блядь, нахуй, тут манкурты, не манкурты, блядь, похуй вообще. Ты, если башкорт и татар, блядь, что ты хочешь, блядь, оставить за собой, блядь, пока ты живой, блядь? Что ты хочешь оставить за собой? Понятно, ты если родишь детей, оставишь детей, понятно, блядь. Манкуртов, понятно. Но ты что хочешь оставить вот вообще вот в реальности? Твои предки, допустим, вот где-то кто-то может из родственников твоих вот из Сиантуса. Всяко кто-то есть там. Вот вы что вы хотите оставить? Есть какая-то мысль, блядь, отомстить, если ты мужик? Это к бабам не относится. Мужикам я говорю. Если ты мужик, есть у тебя мысль какая-то, блядь, за Казань отомстить, за Башкортостан отомстить, за наши братские народы отомстить, в конце концов, блядь. Даже за Чечню отомстить. Просто за Чечню отомстить, блядь. За то, что чеченцев убивали, блядь. Есть ли у тебя такое, блядь, какой-то внутри, блядь, уянул? Бар мı yok mu şimdi Эйберсинда? Понимаете, вот каждый должен задаваться этим, блядь, нахуй. Что ты хочешь оставить за собой, блядь? Я хуй знаю. Тем же узбекам касается, блядь. Дашнаки долбили нашу Ферганскую долину. Есть у тебя какое-то проявление, почему так было? Почему мы не можем ебашить русских? Почему вы идете украинцев убивать, блядь? Не знаю, блядь. Вот вчера или когда я читал, блядь, сегодня новости слушал, вернулся узбек, или кыргыз, блядь, кто-то вернулся куда-то, это уже дохрена говорят, домой из войны служил, то вроде в Узбекистане, блядь. Ну не спиздеть, или в Кыргызстане, или в Таджикистане, куда-то вернулся, короче, кто-то, бывший мобик, короче, мобик вернулся в Азию, все, его должны посадить вроде бы, блядь. Суд прошел, то все, вроде его будут сажать, блядь. Вернулся он, типа, все сказал, вот вроде сегодня слушал новости такие, блядь. Вот представьте, блядь, вот видите как? Это правильно, блядь, нахуй? Какого хуя ты, блядь, пошел с Азии, блядь, нахуй, убивать украинцев, блядь? Кто ты после этого, нахуй? Тоже манкурт же? Ты же манкурт, блядь. Я не вот это не могу понять, блядь. Окша киряйкан, блядь. А курып кетип там пул тапыш ерлары, блядь. Иди, не убивай людей. Как ты вот, блядь, сука, убийством людей, как ты можешь находить деньги домой приносить, блядь, кормить семью, блядь? У тебя пиздец мораль у тебя ебаная, что ли? Конченый моральный долбоеб ты, блядь. И как можно так кормить, блядь, детей? Я иногда, когда вот я торговлю всю жизнь, блядь, пример приведу, блядь, просто вот классического, так сказать, нормального человека, блядь. Классического, так сказать, блядь. Вот таких много. Я просто пример привожу от себя. Человек торгует на рынке. И в один момент
вот пытаешься наебать человека, блядь. Бывает. Или там продаешь ненужную вещь, блядь. Допустим, опасную вещь продаешь, допустим, блядь. И потом ты думаешь, блядь, ебаный в рот, я занимался каким-то харамным бизнесом. Через года ты понимаешь, блядь, я продавал вот ножи, допустим. Сука, блядь, хуевые дела делал, наверное. Вот поэтому, наверное, меня Аллах наказал, блядь. Вот так, такие мысли проявляются, блядь. А в твоем случае как это будет проявляться, блядь? Вот, допустим, я уже когда-то говорил об этом. В Узбекистане живут дети твои, допустим, да, вырастут, и потом хуякс узнают, блядь, дети твоих детей, друзья узнают, что ты был на войне в Украине. Убийцей. И как тебе, блядь, нахуй? Как это будет, блядь? Как, блядь, интерпретировать ты будешь, блядь? Да, долбоебом был, блядь. Отсидел, вышел 10 там, или сколько там вам дают, блядь. 5 лет дают, или сколько вам дают? 3 года. Отсидел, вышел. Нахуя? Как вы, вот, а это, я так просто косвенно беру, блядь, Узбекистан, потому что дохуя вас тоже, блядь, там было. Сейчас, иду на войне, идете, блядь. Башқұрт белән татарға это относится, блядь. Сіз мына нәрсе үшін, блядь, ничек мына сугышқа барган, Чечняга барган. Чечен сугышында булган. Хәзер Украин сугышында булган. И как, вот так вы будете импортировать? Как это будет происходить, блядь, нахуй, а? Как нам в детстве говорили, мына абыйың Афганда булган. Мына бу абыйың Афганда булган, блядь. Куттак бармы ул Афганда? Нәрсәгә ул анда булган, блядь? Булган, блядь. Потому что Мәскәү җибәргән, блядь. Потому что вы манкурты, вы поэтому и пошли, блядь. Коммунисты, манкурты, долбоебы. Так что размышлять вам. Это чисто, знаете, незакрываемая тема. Это незакрываемая тема. Если тему открываешь, нельзя его закрыть. Она не закрыта никогда. Не знаю, зачем это, блин. В 80-е годы выступление Маргарет Тэтчер было сорвано дикими криками протестующих коммунистов. После того, как те, кто выкрикивал к оскорблению, вывели, Маргарет повернулась к слушателям и сказала: «Теперь вы понимаете, почему я борюсь с этими людьми. Таких политиков очень не хватает сегодня». Вот, нихуя себе. Why I fight these people. Вы понимаете, у нас, вот если это Маргарет Тэтчер, если я не ошибаюсь, это англичанка, вроде бы из Англии, хуй его, кто такая, я пока не могу сказать. Наверное, да. Ну, вы знаете, наверное. Короче, если коммунизм в то время, 1980-х годов, уже для них было тошнотой, но оно у нас еще, блядь, продолжалось до 92-го года, блядь, нахуй, пока не развалился СССР, блядь. Понимаете, блядь? После этого еще мы, после таких слов, мы терпели еще 12 лет, нахуй, это ебучий коммунизм, блядь. Понимаете, блядь? Считаете, я родился, нахуй, ебаный в это время, блядь, и так далее, блядь. Таких дохуя, блядь. Получается, блядь, как сказать, блядь, где-то здесь родившийся этот коммунизм, ебучий коммунизм, блядь, даже им стал противен. А если вы помните, недавно, блядь, посадили долбоебов, которые топят за коммунизм. Откуда они вышли, нахуй? Башкортостаннан, блядь. Башкортостаннан несколько долбоебов мужиков за коммунизм топят. Ебанутые люди, блядь. За Ленина, за вот это, блядь, за дичь, нахуй. Поэтому этот больной народ вылечить можно только одним образом. Отделение сделать от Москвы, блядь, отделиться нам, и потом внутри уже, как Китай лечит, блядь, нахуй, уйгуров, так же будем лечить их, блядь, по-другому никак. У нас уже как бы профессионализм, нахуй, будет в этом теме, так сказать, блядь, от других народов. Как лечить
вот таких придурков, которые топили за что-то. Орловская область. Вы работаете? Нет. А на что живете? Муж СВОшник. Муж СВОшник. Как жизнь тут в деревне? Так, нормально. Где-то работаете? Работы здесь нет? Нет, есть где работа, но только смысла один. У нас тут живете? Как вы желаете? У меня муж и сложник. Частный салон? Нет, он дома. Тоже Муромец. Как жизнь тут в деревне? Так, нормально. Где-то работаете? Муж СВОшник. Кормит жену. А живут как бомжи, блядь. Пиздец. Аулда, блядь. Так, Ким Чен Ын начал проводить сеансы группового исцеления северокорейцев. Щедрый он человек, ведь только от одного его сияния и присутствия слепые прозревают, хромые бегают, а лысые покрываются волосами. Ждем следующее видео с первым в мире воскрешением северокорейцев с помощью великой способности товарища Кима. С таким даром нужно быть осторожнее и за версту обходить кладбище, а то мало ли что может случиться. Это какой-то дичь, наверное, придуманный. Идеальный пассив. hello, yeah, you're a big boy, you're brave. Yes, you are, you're a wheelchair. You're very good, thank you for service. You're a good boy, I love you very much, okay? Oh, thank you. Oh, you're very fucked up. Jesus Christ, you fucked. Okay, no problem. No, sit down. You're in a fucking wheelchair. What's your problem? No, please. You must sit down. Why you not sit down? You're pretty, come on. Okay, you're good, you're brave, thank you for service. You're very good. All right, you must sit down. Дичь какая-то, нахуй. Откуда эти, нахуй, приперлись, блядь? С России, что ли, блядь? С кем он воевал-то, блядь? Откуда он набрал таких инвалидов, нахуй, блядь? С Рашки, наверное, вернулись? Полупереебанные, нахуй, от украинцев, блядь. Украинцы переебали их, вернулись, нахуй. Ой, блядь. Так, ну тут не в тему, но в тему, но что тут происходит? Охуеть. Ну вот, видите, Аллахның кудраты Будыгана, Сицилия, короче, огромный оползень разрушает целый город. Где-то в ебенях на горе, блядь, построили, блядь, Сицилию, блядь, и вам вот все уходит, блядь, куда-то. Вниз сыпется, все дома сыпятся, все. Вот и живи так он, да? Хуякс, блядь, и улетел с местью кроватью, блядь. Спишь, и ты оказался где-то там, блядь, закапанный под землей, блядь. Он с ветеранами здоровается. Блядь. Гигантские оползни разрушают целый город на Сицилии. Дома, дороги, кварталы городка нишами сползают вниз по склону. Мэр назвал ситуацию драматической. Оползни, вызванные проливными дождями, продолжают расширяться. Сотни зданий находятся на грани обрушения. Эвакуированы тысячи жителей, а данных о погибших или пострадавших пока нету. И видосик есть. Вот и все. И после этого есть еще люди, которые думают, что Аллах Та'аляма нету. Есть еще эти атеисты, блядь, всякие, блядь, пропагандоны, нахуй, видя в этой теме. Понимаете? Если Аллах Та'алям, если бы он это в Коране не сказал, что и горы рассыпятся, и это соберется, гора выйдет, рассыпется. Это же все сказано, как говорится, да? Ведь? Именно. Ой, ё-моё, у меня разваленный эта тема. Диванчик разваленный. И вот, я хотел сегодня, кстати, блин, сказал им, блядь, дайте, я говорю, починю вам диван, блядь. Они сказали, нет, говорит, чинить его не надо, говорит, скоро привезем, говорит, новый, а это выкинем. И все. Они даже не ремонтируют, а? Пиздец. Богатые долбоебы, блядь. Я говорю, дайте мне нехуй делать, я говорю, хоть починю диван, блядь, я же мебельщик, блядь. Нет, говорит, нахуй, не думай, не утруждайся, отдыхай, кайфуй, нахуй. Выкинем и все, говорит, похуй, прикиньте, блядь. Суки, блядь. Так. Да, не говорите, блядь. Ну, диваны убогие, блядь. Здесь одноразовые вещи делают, я так понял, блядь, нахуй. Как это... Я посмотрел на этот диван, я хотел починить, я один раз уже прочинил его. Но я посмотрел в него, порвав внизу вот это одеяние, так сказать, блядь, чехол,
Ёпта, блядь. Таки, ДСП барбит, блядь, нахуй. ДСП, блядь, вот это, ну, который, блядь, ДВП, ДСП, блядь, как его назвать можно, блядь. Из него сделан, блядь. Конечно, он, блядь, сломается. Ебанутая, сука, блядь, нашли чем делать. Чуть-чуть дерева есть, чуть-чуть, блядь. Так, умом Россию не понять. Пятиклассника провели Барахвистинской детской библиотеке. Их разбили на команды «Катюша» и «Победа» и заставили соревноваться, кто лучше поделит кусок хлеба и купит товары, необходимые для зимы в осажденном Ленинграде. Сотрудники библиотеки заявили, что задания полностью совпадали с исторической правдой. Охуеть, нахуй. Блясызма, блядь, реально в каком-то гестаповском, нахуй, стране вы живете. Гестаповская страна, которая, блядь, детям учат про войну, которую вообще дети вообще не должны об этом знать, блядь. Какие-то, нахуй, ленинградские, блядь, события дают вспоминать им, блядь. Это, ебанутая, сука. Нет, нахуй, блядь, наоборот, как-то, блядь, детям давать какое-то добро, блядь, добро, к добру призывать. Нет, они учат, блядь, злу, блядь. Ебанутая страна, блядь. Конченная, блядь. Я просто слов нет, блядь. Сука. Я порой иногда вспоминаю, блядь, думаю, нахуй. Мои дети тоже там внутри, блядь. У этой ебучей пидорасии, блядь. Они тоже, наверное, эту дичь всю эту, блядь, должны глотают, прикиньте, блядь, нахуй. А почему так, блядь, вы можете сразу вопрос задать, блядь. Потому что жены долбоебки, нахуй, блядь. Не хотят, чтобы я их, блядь, воспитывал, видел, блядь, и так далее. Ну, ебанутые, нахуй, люди, блядь. Кадры сброшены российской базы в аэропорту Камышли в Сирии. Все засрано, так спешили, что даже флаг забыли снять. Сирия. Hi, my name is Ambryn Saman, and I'm Chief Correspondent for Our Monitor. We're the first media organization to enter this Russian base here in Kamishla, northeast Syria, after it was abandoned by Russian forces about 2 days ago, according to local Kurdish security forces. Съебались. So here you can see some of the equipment they used for recreation. There's a ping pong Привет. table. There's a А чё они из Камышлов? Камышлы назвали. Камышлы. Это же наше слово. Не русское. some potatoes and carrots. It's a pretty miserable place. Here you see all the rubbish that they've left behind. Şuşkalar indi, These şuşkalar. forces have been here since Dunguzlar, блядь. 2015, which is when Syria's dictator Bashar al-Assad invited Russian forces to come defend him against a Sunni-led uprising. Their future has seemed uncertain since December 2024, which is when Ahmed al-Shara, the current interim president of Syria, took over. Shara is a former al-Qaeda militant who's now been embraced by the international community and whose forces are now engaged in conflict with the Syrian Kurdish forces who have now taken over this base. Here's the other Russian base where you still see the Russian flag flying. They also are still at Kamishli Airport. Nobody knows for how long. Дернули, блядь, нахуй, да, ведь, блядь, аж, конечно, дернули, блядь. Я вам почему говорю, блядь, без мусульманlar боссак, блядь, ни один, нахуй, урос не останется. Вы просто вот это не можете понять, блядь. А это такой, блядь, феерический, как говорят, да, блядь, кайф этот, нахуй, вы мне обламываете, понимаете, блядь, кайфануть хочу, понимаете, от того, что, блядь, как, нахуй, обосранные, блядь, из Москвы будут бежать эти депутаты, нахуй, вот эти, блядь, так хочется, блядь, их, нахуй, пизды дать. Нам, блядь, русские сами спасибо будут говорить, блядь, я вам говорю, блядь, сами русские скажут, блядь, альхамдулилля, братья, вы пришли, спасли нас, блядь, потому что русские не могут сами это сделать, поймите, блядь, мы только можем это сделать, блядь. Мы можем, потому что без Аллах Та'аляны куллары, без Аллаха тапшырганбыз өзімізді. Мы с такой тактикой к этому подходим, понимаете, а не таким, что, блядь, а еще пожить бы. Пожить, понятно, блядь. Ну как пожить? Рабами?
Или все-таки, блядь, на свободной земле пожить, блядь, понимаете? И хотя бы даже, если мы даже умрем здесь, в тот момент, да, ведь вот в Москве, допустим, да, при разъебу Москвы, блядь, ну, мы зато, блядь, хотя бы оставим это своим детям, блядь, так сказать, будущим, что они будут хоть на свободе жить, понимаете, блядь? Вот это надо думать. Я все равно, как бы, хоть он 1000 раз пусть будет он херовый, хоть 1000 раз пусть он будет херовый, вот этот Аль-Шара, хоть как вы его называете, реально он движуху сделал. Вот он сделал движуху, блядь. Дручканул нахуй, блядь. Узкожопых, дручканул нахуй. Асада загнал в Москву, блядь. Короче, я так понял, блядь, Москва, блядь, это зона такая, блядь, отчуждения, знаете, блядь, зона пидорасов. Туда только одни пидорасы прибывают из всей земли, нахуй. Так сказать, Ноев ковчег, только в другом эквиваленте, нахуй, блядь, другом так сказать, ковчег пидорасов, блядь, который, блядь, нахуй, рано или поздно его потопим, блядь. Вот как-то так. Ну вот, я же говорю, блядь. Балет «Красная Жизель» Бориса Эйфмана в Большом театре Москвы. В России без существенных изменений, блядь. Ну, я уже не буду включать. Вот, я же говорю, блядь. Балет идут. Люди в балет идут. Я вот это не могу, блядь. Культурные люди идут на балет. Нахуй, что это такое, блядь? Тут у тебя, блядь, война идет, нахуй. Люди на балет идут. Блядь, я даже в обычной жизни этого я не могу понять. Балет, нахуй он кому нужен, блядь? Кому он нахуй нужен? Танцует человек, ну и чё, блядь? Гусиные, нахуй, лебеди, или как там называют, блядь? Утиные истории, блядь. Чё танцуют, блядь, эти ебаные, нахуй? Худые, блядь, люди, блядь. И что с этого, блядь, нахуй? Ну, молодцы, ну и что, блядь, нахуй? Да тут у тебя война идет, нахуй. Какой может быть балет манана крегасинга? Балет манана ничего крайне, блядь. Син балан сугушта, а син балет-то утрасен, блядь. Ёб твою мать. Не говоря концерты, да ладно, концерты идут, слушают, блядь, ну, как-то убить тоску, блядь. Ну, в балете так и так тоска, блядь, нахуй. В балете как ты будешь тоску убивать, блядь, нахуй? Сука, тупизм, да? Так. Идем дальше. Что-то происходит. Ну вот, Айгуль Леон. Мы должны отделиться от России. Айгуль Леон. Внутри российской системы для башкортов нет ни справедливости, ни будущего. Есть только тюрьмы, страх и медленное исчезновение народа. Об этом в эфире «Аспекты Башкортостана» заявила башкирский омбудсмен и член Лиги свободных наций Айгуль Леон. Пример баймакских дел отлично показал, что в судах мы ничего не можем доказать. Людей просто посадили на 4-7-10 лет на пустом месте. Также Айгуль Леон указала на беззаконность членов русской общины в Башкортостане. Она говорит, что сама суть этой организации противоречит всему, к чему стремится республика. И оставаться в составе государства, поощряющего деятельность таких нацистских формирований, погибель для башкортов. Мы должны отделиться от РФ. Это враждебная фашистская страна, должна быть расчленена. Башкортостан будет свободным. 3 комментария есть. Ну, посмотрим, что написали. Пишет кто-то, комментатор, потому что позволяет трус из башкортов ликовать в Башкортостане. Можно просто под видом «дай прикуривать их, скидывайтесь, раз сам не можешь». За границей башкорт сидит, который на ютубе через него. Вы ему кидаете Руслану, а Руслан эти деньги скинет прикуривателям, и все. И прикуриватели по адресам прикурят их общин по одному. 500 евроков кинул, считай, и все, пару русских прикурили, сбиты. А так ты, считай, завтра захочешь независимость или еще что у себя делать, а тебе тут сбоку будет сидеть и гавкать русачок. Когда можно одному проблему уже устранить силовыми методами? Ты же не будешь дружить с русскими и говорить им, что хочешь, независимости. Давай не будешь наивным, этот же друг русским тебя общине русским сольет, приговаривая тебе быть добру и усё. Ну, это такой комментарий написали. Ну, прикуривать, не прикуривать, это тоже не дело, блядь, нахуй. Нашел что, блядь, пиздеть, нахуй. Типа, мочите узкожопых, нахуй, там на месте. Ну, мочите, блядь. Вон, таджик намочился уже, блядь. Мочил его, блядь, на весь эфир, блядь. Весь мир его знает, что он замочил, блядь.
Ну и что? 15 лет ему дали, блядь. И что? Алам. Алам это, не знаю, по-узбекски алам, по-русски, я не знаю, блядь. Участь или, блядь, алам это обида, вот что-то это, алам это вот как обида пусть звучит. Ну, как не обида это, конечно. Хуллас, аламно олыш учун, вот это алам, чтобы взять, ну, казалось, блядь, отомстить, так пусть будет правильно переведем, блядь. Мстить, ну, алам это не месть, конечно, это, блядь, нахуй. Короче, вот это слово хочу употребить. Вот эту месть сделать, допустим, да, ведь вот, допустим, людей мочить или общину мочить где-нибудь там за кустами, нахуй, блядь, чтобы тебя на 15 лет не посадили, окей, блядь, окей. Но это мелочь. Поймите одну вещь, блядь, вы занимаетесь мелочью. Вот эти комментаторы, вот эту всю хуйню, вот. И потом он, описывая, что вот скидывайте Руслану Габбасову. Нахуя Руслана Габбасова приплюсовывать этому, блядь? Нахуя, блядь, Руслана подъебывать, допустим, даже меня или кого-то там, блядь, нахуя его подъебывать, чтобы Руслан собирает бабки, чтобы пиздили общину, блядь. Оно же сейчас так будет интерпретироваться, блядь. Вот порой удивляюсь над комментаторами, блядь, ебанутые комментаторы порой, блядь, нахуй. Поэтому, туганлар, такой хуйней не надо заниматься, блядь. Поймите одну вещь, блядь. Русская община, блядь, нахуй, это пшик, блядь, понимаете? Это пшик, блядь. Если вы толпой на них сами не наедете, блядь, чтобы вас не посадили, это просто пшик в дальнейшем, блядь. Если вы сейчас порешать хотите, значит, создавайте башкирская община, татар община. Вот это будет, блядь, двойной удар, нахуй. Ну, вас посадят. Нахуя вы нам посаженные нужны, блядь? Поэтому я вам говорю, блядь, в течение 3 лет вот этих, блядь, которые я пизжу, блядь, говорю. Шығыңыз мында, блядь. Кушылыңыз меня, блядь. Кушылыңыз мына біздің юлға, блядь. Келіңіз мына мында, кушылыңыз, блядь. Мы вместе будем как-то заниматься этой хуйней, блядь. Что, блядь, как внутри, блядь, будем, как говорится, поднимать народ и идти на Москву. Вот это вот цель, блядь. Вы же, я постоянно вам говорю, блядь, вы занимаетесь, так сказать, препятствием, которое не зависит в Москве. Понимаете, вот, допустим, возьмем, блядь, внутренние какие-то проблемы. Куштау Байрам. Нахуй, кому оно нахуй нужно? Точнее, Куштау Байрам, говорю, блядь. Куштау Тао, блядь. Байрам читаю я. Куштау Тао, блядь. Кому оно нужно было? Кому оно? Вот, что оно давало, блядь? Сидите вот теперь, блядь. Алсынов сидит, и всех посадили. Вот сидите, блядь. И что? На свободе вы полезнее были бы нам, блядь. Полезнее. А не сидеть за решеткой года. Мы здесь, а вы там, внутри. Шунарға туғандар ондай, блядь, теге қысқа ақыллы болмасқа керек, блядь. Смотрите вдаль. Вдаль надо идти, блядь, нахуй. Не надо, нахуй, блядь. Постоянно я говорю, блядь, Габбасова, когда я начинаю слушать, блядь. Вот сегодня давайте послушаем, что он говорил сегодня тоже. И до него никак дойти не могу, блин. Не надо, не забыть бы его, пора слушать, блин. Что-то он говорил сегодня. Я не успел послушать, сори. Надо послушать. И вот я и говорю, блин. Не надо заниматься херней внутри Башкортостана, Татарстана и вообще в России, блядь, убийством, блядь, какими-то движухами, нахуй. Я еще одного вспомнил. Как это самокатчика засунули, узбека. Украинцы заказали, но самокатчик не успел выехать, блядь, нахуй. Взорвал этого хуя генерала какого-то, Кириллова, блядь. И посадили сейчас этого узбека. Вроде нормальный пацан, блядь. Подзаработать хотел. Съебаться в Европу, блядь, потом. Такие ложовые дела не делайте, блядь. Я вам 1000 раз говорю, вы ценные, так сказать, для нас, ценны. Вы лучше к нам сюда приедете, блядь, отсюда давайте будем действовать, блядь. Я же не пойду с Кашаповым, блядь, стариком, или Фарид Закиевым, блядь, воевать против Москвы. Яшьләр керек, мен бит сезгә күз айттым, 30-дан 50-га хәтле, блядь, килегез нахуй. Килегез, мына шунда. Курышик, давай, салам вассалам, плов сделаем, посидим, чай попьем, как говорится. И, как говорится, надо будет беженство сдадитесь нахуй. Все, живите здесь. В данный момент вы здесь нужны, блядь, а не там за решеткой, блядь. Вы за решеткой ничего не докажете. Навальный что доказал? Жена шлюха. Еблась она со всеми, блядь, нахуй. И что доказал Навальный? Что доказал, блядь? За ним кто-то сейчас встает? Вспоминаете его?
Год-два будут вспоминать, 3. Все, забудут нахуй. Забудут. Что он доказал, блядь? Поэтому, туғанлар, біз хитрый боларға тиіспіз, ақыллы боларға тиіспіз. В таком понимании хитрый, что өзіміздің халыққа біз әйбәтлікні тілерге тиіспіз. Өзіміздің халыққа біз нықтығы боларға тиіспіз. Как это, блядь? Блядь, ну слово хотел сказать. Ну вот должны быть вот такими, блядь, как сказать, блядь, усердные, но не усердные, вот как-то вот, чтобы мы были, блядь, друг другу, блядь, сплоченные, это само собой, и друг другу как бы нах боларға тиіспіз, понимаете, блядь, награк, чтобы друг другу, блядь, наша вот эта сплоченность была, чтобы такая, чтобы нас не могли рассорить, блядь, нахуй, узкожопые залезть нам, да что-то там поделить нас, блядь, туда-сюда, вот как, блядь, огрызаются же вот эти, блядь, Ходорковские, навальнисты, там, Карамурза с кем-то переебался, та-та-та, вот этого у нас не должно быть, блядь, юзай там бит, 100 раз говорю, блядь, нахуй, что как это, блядь, Айсин, Габасовый, кто там еще есть из молодых, блядь, больше никого нет. Еще один есть, блядь, Наиль, что ли его зовут, блядь, в Турции тоже сидит, топит за свободу, блядь. И что? Я ему в ТикТоке, кстати, вспомнил, блядь, написал, он так и не ответил. Я говорю, ну чё, я говорю, выйдешь на эфир, я ему что-то написал, салям, туда-сюда, блядь, синкем, блядь. Ну, я ему написал, вот так-то, блядь, он же видит мой и ТикТок, блядь. Все, молчит, блядь. Сколько времени прошло? Он молчит, блядь, он нихуя ничего не сказал, блядь, понимаете? После этого что можно говорить, блядь? Кому-то, о чем-то, блядь, если вы, получается, с нами не идете вместе. Идем дальше. Нацистский медиаресурс Кремля опубликовал исламофобский пост, несмотря на то, что в самой России минимум 20% населения составляли мусульмане. Ну вот, как обычно уж. Опять, блядь, такая дичь какая-то. Посмотрим, что говорится. Нравится публичный намаз. Добро пожаловать на выход. Это фото я сделала на станции крупном областном центре в самом сердце России. При многочисленных свидетелях происходит правонарушение, законом запрещено проводить в общественных местах религиозные обряды. Но кое-кому очень не втерпешь. Ни проводник, ни полиция не проверяли к проходящим никакого интереса. Тогда почему бы не нарушить, если никто не против? Знаете, почему другие пассажиры промолчали? Да просто мы добрые. 3 главные черты, присущие русским: милосердие, доброжелательность и терпение. Ой, блядь! Пиздец, хуйню мелит нахуй. Именно так отвечали люди в вопросе ко Дню народного единства. При этом стремление к справедливости оказывалось в том списке на последнем месте. Поэтому не удивляйтесь, что намазов на улицах русских городов становится больше. Это вызов. Бороться можно и нужно. Например, 2 мигрантов из Узбекистана депортированы после того, как совершили намаз прямо на входе в магазин. Вдобавок их отрашевали каждого на 30 тысяч рублей. Колесико справедливости закрутилось только после того, как публичным намазом возмутились горожане. Полиция быстро нашла и наказала нарушителей. А пока мы молча наблюдаем за беззаконием, они будут процветать. Вот. Почему я должен был опять услышать узбеки? Вам не кажется, что дохуя узбеков везде, блядь? Узбеки там, узбеки. Везде узбеки. Вам не кажется, что это дохуя их в один момент стало, блядь? Это не к добру, блядь, нахуй, блядь. Если бы было бы в хорошем эквиваленте нам, вот как обычно я какие-то паблики закидывал себе в Телеграме иногда, блядь. Вот в Нью-Йорке там узбек открыл кафе. Там где-то вот в Германии открыл кафе узбек. Охуенно, блядь. Но вы не в этот дичь, нахуй, блядь. Прочитал намаз, блядь, оштрафовали за 30 тысяч, блядь. Узбеки, блядь. Прям, блядь, узбеки, нахуй. Может, они таджики, блядь. Может, они кыргызы. Нет, узбеки, блядь. Узбеки и все, нахуй. Все, и депортанули, блядь. За намаз депортанули. Ебануться, блядь, нахуй. Ебануться, блядь. Понимаете, блядь? До чего докатились, нахуй. Кемерово, блядь. Мы посмотрим, Кемерово вообще, на какую землю подходит она. Мы посмотрим, блядь. Кемерово, блядь. По карте посмотрим, под какую юрисдикцию в будущем будет подходить она, блядь. Кто там рулить-то будет? Кемеровым, блядь, нахуй. Оборзели узкожопые, нахуй, блядь. Поэтому, туғанлар,
Принципиально нужно понимать, что бүтін бізге бірге болырға керек. Бірге болырға керек. Наехали на узбека, блядь, нахуй. Татар, башкир должен его, блядь, как говорится, кровь из нос, блядь, его на русской земле в данный момент, в российской, блядь, нахуй, допустим, да, должен, блядь, хоть как его, блядь, загородить, отгородить, я не знаю, блядь, спасти, в конце-то концов, блядь. Кровь из нос, блядь, наша задача такая должна быть, блядь. Работать мы должны вот таким образом, блядь, друг другу, понимаете? А не так, что, блядь, нахуй, блядь, сука, узбек, нахуй, все, татар-башкир смотрит на него, депортирует, и ничего никто не помогает. Вот так не надо, блядь, нахуй быть. Ну, конечно, манкурты так и будут, манкурты так и будете делать, блядь. Но имеется в виду, не манкуртам это относится, конечно. Манкурты будут делать то же самое. Блядь, сейчас, секунду, приду-ка, пиздец, дверь открыли, заебали. Холд, а? Сейчас, секунду, я приду. Закрою. Гондоны, блядь, создают ебучие гондоны создают сквозняк, нахуй, с двух сторон, блядь, пидорасы. Заебали. Мерзну, блядь. Сразу по ногам дает. Пидорасы. Так, идем дальше. Почти все авиакомпании России парализованы из-за масштабного сбоя в системе бронирования Леонардо. Сбой затронул работу Аэрофлота, Победы, Уральской авиалинии и так далее, и других перевозчиков. Из-за масштабного сбоя в системе Леонардо. Ну все, вот. Этот братуха, казах, ты спал, наверное. Не блокируй никого здесь, потому что людей вообще нету. Не блокируй. Я не знаю, рано выхожу, людей нету. Ночью выхожу, людей до хрена. Я не могу понять, почему так происходит, блин. Ночные какие-то эти выходят, вампиры, блин. Так. Ну вот, видите, Аэрофлот, точнее, парализована вся хрень, вот эта дичь, блин. Ну, я же говорил, в тот раз говорил, нет, самолеты все сгнили, все, самолетом все, писец, блин. Я даже родственникам сказал, на самолетах не летайте, блядь. Все из какой-то херни будет собирать, блядь. Нету запчастей на самолеты. Прикиньте, блядь. Летите, и самолет ёбнулся, нахуй. И нахуй, блядь, вообще летел, да, блядь. Тут это касается всех, блядь. Всех даже. Вот, допустим, очень много любят узбеки летать Москва-Ташкент там, или Москва куда-то летят они постоянно. Из Москвы в Узбекистан летят. Так что имейте в виду, лучше едьте, как говорится, на своих ишаках, блядь, нахуй, из Азбара, блядь. На лошадях скачите, блядь, в Москву, если уж хотите сильно подметать, нахуй. Ну, не на самолетах, блядь. Это всем касается. Башкортостанга да, Татарстанга да, у нас тоже дохуя любят. Ой, ұшып барып келдім әлі, анда барам, мында барам, нахуй, блядь. Барасың, келесің, и кутам, блядь, и можешь и не доехать, блядь. Поэтому так что в эти корыта узкожопых в данный момент уже лучше не садиться, блядь. Они сказали, расконсервируем старые, блядь, самолеты, мамай замандағы, блядь, самолетлар шыға, и все, сыгылып қотасында, блядь. Бір крыло отвалится, второе крыло, и будете приземляться на свою жопу, так сказать. Россия выводит войска. Российские военные начали вывод из сил с аэропорта Камышлы, одной из ключевых баз Сирии, которые держали там больше 5 лет. База в Камышлы – это не какая-то там погранзастава, а фактически плацдарм влияния на северо-востоке Сирии. Военную технику загружают на транспорт самолеты для переброски с базы. Во. پروکرێمە بە چایخۆمان بینیمانە پرۆسی کشانەوەی هێزەکانی رووسیا لێرە زۆر خێراترە تەنانەت ئەوەی کە لە دیمەنەکاندا دەبینن هەندێک لە بڵین بنکەکانی خۆشیان شۆڵ کرد. Я не знаю арабский. Ну, короче говоря, Руссия капут, короче, выгоняет. Вот видите, вот теперь мысль пришла, блядь. Я вам рассказываю про плацдарм какой, да? Вот плацдарм был, блядь.
Да, далеко нам надо даже бегать не надо, блядь, нахуй. Вот, найти, как говорится, общий язык с этим Шаара, сказать, короче, дай нам, короче, этот плацдарм, готовы от узкожопых, нахуй, блядь. Поедем мы туда, в Сирию, короче, будем тренироваться, нахуй, блядь. И оттуда ебашить, нахуй, Москву, блядь. Понимаете, как классно, блядь, нахуй. Вот движуха, блядь, вот такую надо нам движуху, понимаете, вот. Там нам подготавливаться надо как раз. Можем обучаться с ними. Они спецы же уже, блядь, всю жизнь воюют, блядь. И вот с ними можем обучаться, получается. И как раз, как раз таки от узкожопых оставшихся вместе, блядь, нахуй. А чё бы нам и не взять, блядь? Главное, блядь, Аль-Шаре, блин, сказать, блин, там, на энную какое-то время, там, одолжи нам это, блядь, там, если у нас будут спонсоры, получается, оплатим, блин, аренду эту, блин, и все, и вот, вуаля, нахуй, блядь. Как говорится, готовое место освободили для нас, так что имейте в виду. Так что этот арендуйте. Так. Порт Артур. Башкирская народная песня об участии башкир в русско-японской войне, блядь. Пиздец, нахуй. Ну, давайте послушаем. Когда, видите, поет, ну вот когда вообще некоторые моментами, когда песни поются под разным ритмом, понять, уловить тяжело, короче. Ну, что-то он говорит, но уловить очень тяжело, короче. Даже слова поймать не можешь, потому что то ли проглатывает, то ли что, блин. Короче, вот так, короче, песня такая. Ну, понятно, поняли, что за песня. Так, попробуй перезапустить эфир, зритель появится в разы больше. Ну, можно, наверное, перезапустить, потому что уже почти 3 часа идет. Наверное, этот вырубим и зайду я. Потому что мне надо перепроверить интернет. У меня же это последний интернет, я сегодня... Ага, я сегодня... Уже сегодня, вчера уже, ё-моё, блин. Ну, вроде работает интернет, значит, пока не вырубили интернет. Уже 13 минут сегодня уже. 14 минут сегодня уже. Ну да, сейчас я вырублю, еще раз зайду. Давайте. Сейчас. ТикТок пусть стоит. ТикТок не нужен. Так сказать. Сейчас я выйду, зайду.